Владикавказ! Здравствуй, наш любимый город! Вас приветствует первое североосетинское интернет-телевидение Осетия ТВ. Весь день с вами будем я, Елена Черенкова, и всеми вам хорошо известный Георгий Абаев. Сегодня особенный день для наших горожан. Сегодня юбилей у города. Нашему старичку Владикавказу 230 лет. Именно эта круглая дата сегодня и повод нашего прямого эфира. В данную минуту мы находимся в Центральном парке имени Коста Хитагурова. Это эпицентр всех праздничных событий. И отсюда в режиме реального времени мы будем следить за праздниками нашего города. В течение дня съемочные группы Осетия ТВ будут работать на всех площадках Владикавказа. И в конце нашего прямого эфира нас ждет полный видеоотчет. А за юбилейным музыкальные выкрутасы сегодня от группы Wild Honey. Wild Honey. Здесь, в Центральном парке, развернулись тематические площадки, где горожане смогут попробовать собрать креативный букет, нарисовать шарж или боди-арт, или даже побывать в роли фокусника или клоуна. А также в нашей студии будет масса интересных гостей. Георгий, ты знаешь, к празднику наши корреспонденты Осетия ТВ подготовили очень много интересных видеоматериалов, которые раскрывают многогранность нашего города Владикавказа. Ну и само собой первый сюжет о том, как появилась крепость Владикавказ. В 1774 году Северная Осетия входит в состав России. Спустя 10 лет указом императрицы Екатерины II была основана крепость Владикавказ. Это событие сыграло огромную роль не только в судьбах народов Северного Кавказа, но и в геополитических устремлениях Российской империи. Владикавказ стал ключом на пути в Закавказье. Здесь начинается военно-грузинская дорога. Ранее она носила название Александровский путь. То действительно есть такая дата, 6 мая 1784 года. Но это не первая попытка России построить на Центральном Кавказе крепость, которая со временем могла бы стать центром всей Терской области. Впервые такую попытку предпринял в 1783 году князь Потемкин знаменитый. Но он не рискнул закладывать крепость сразу у входа в Дарьяльское ущелье, ибо эта вот точка, она была достаточно далеко на тот период отделена от так называемой Кавказской линии, то есть от места, где присутствовали уже, находились российские войска. И поэтому он поменял планы и заложил крепость в районе современного Ильхотова. Название Владикавказ образовалось от сокращения слов «владей Кавказом». Оно было дано крепости графом Потемкиным. «При входе гор предписал я основать крепость на назначенном по обозрению моему месте под именем Владикавказ», докладывал в своем рапорте о закладке крепости генерал-поручик Потемкин. 6 мая 1984 года считается датой основания крепости по простой причине. В этот день императрица Екатерина издала особый указ о возведении крепости российской на Кавказе. И вот эта дата считается датой рождения нашего города, точнее крепости сначала, потом лишь города. Так, на северных склонах Центрального Кавказа, на берегу реки Терек, близ селения Дзаучикау, был заложен форпост российского геополитического влияния в регионе Кавказа. С того знаменательного дня в истории прошло ровно 230 лет. Залина Губурова, Евгений Маркин, Борис Сопоев, Осетия ТВ. Елена, согласись, что Владикавказ отличается особой архитектурой. Побывав во многих городах мира, я понял, осознал, что Владикавказ ничем не хуже. Да, я тоже так думаю. Ты знаешь, и сегодня в нашей студии очень интересный, замечательный человек. Я думаю, что представить его должен именно ты, Георгий. Это, наверное, потому что я у него учился. Итак, сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это историк, археолог Назим Гиджирати. Здравствуйте, Назим. Здравствуйте, с праздником вас.
Будьте добры, Назим, расскажите нам всем, нашей большой аудитории, о том, что было на месте крепости Владикавказ до того, как она стала крепостью Владикавказ. В те времена, когда закладывалась платформа, на которой строился Владикавказ, над нами было много-много метров земли, а над этим было много-много метров воды. Над нами тек терек, большой терек. Но этот большой терек тек тоже относительно недавно, каких-нибудь 300, 350, 400 тысяч лет тому назад. Нет, ну люди здесь уже были. Люди появились гораздо раньше, более миллиона лет тому назад. Следы их пребывания в окрестностях Владикавказа известны. В районе хутора Попова, около Лысой горы. В окрестностях вполне. Во времена таяния ледников один из берегов терека находился около поселка Южный, а другой берег вот там, около Лысой горы. Представляете себе речку? Серьезная речь. Да, вот это происходило в связи с таянием ледников, ну и так далее. Этому предшествовал процесс поднятия гор. Причем горы поднимались тоже на глазах людей, которые здесь жили. Сужерского хребта еще не было, он поднялся недавно, всего 300 тысяч лет тому назад. И здесь, на месте Владикавказа, образовалось огромное озеро, потому что тереку было некуда течь. На Сужерском хребте образовалась подвешенная долина терека, и терек прорвал себе ворота, Ирхотовские ворота так называемые, и потек. Тогда здесь стало суше. Но при этом горы поднимались и на юге, а ложбина, которая образовалась, то есть впадина, которая образовалась в связи с поднятием, заполнялась колоссальными массами земли, валунов. Ну вот, скажем, валун на улице Кирова или огромные камни около детской поликлиники. Как вы думаете, откуда они взялись? Это все ледник принял. Это все притаскивало сюда огромными селевыми потоками, рядом с которыми тот, который сошел с Колки, ну это вот Мизе. Да. Чуть позже, то есть ближе к нам, здесь уже были серьезные поселения в районе Лысой горы, хутора Попова. Это возраст где-то около 150-70 тысяч лет тому назад. Терек врезался все глубже и глубже. Ага. Так вот, если вы из парка поднимаетесь, вам надо будет подняться там по ступенькам, потом пойдете долей, а потом снова надо подняться, да, чтобы подняться следующая терраса. Ага. Вот те времена, когда закладывалась эта терраса, здесь уже были серьезные поселения в северных отрогах Лысой горы, эпоха ранней бронзы. Это укрепленные поселения майкопской культуры. Майкопская культура. Да. Причем это как раз на тех местах, где сейчас будет строиться горно-лыжный курорт. Там большое поселение, причем многослойное. Люди жили постоянно, вплоть до сарматского времени. Там и кабанская культура, вокруг поселения, как правило, могильники находятся. А там что-то находили? Там много всего, и слава богу, пока не разрушено. То есть, если строительство лыжного оздоровительного центра будет там вестись, надо будет проследить с тем, чтобы оно велось после археологических работ. Тогда мы с вами сможем посмотреть, а кто здесь жил, и на самом деле прийти на места, то есть там укрепленные цитадели и прочее. А позже уже совсем недавно, каких-нибудь 1000 лет тому назад, вот там, где сейчас Остинская горка, и туда дальше, там были аланские поселения. А там, где кирпичный завод, бывший завод барона Штенгеля, он стоит на аланском могильнике. Аланские могильники расположены ниже Остинской горки, поэтому во дворах и в огородах иногда бывает провал, это катакомбы аланского времени. То есть люди здесь поселились не 230 лет назад, а много раньше, чем 230 тысяч лет тому назад. Другое дело, что город и крепость. Но он, конечно, возник здесь не случайно, и не случайно здесь было такое движение масс людей все это время, поскольку Дарьяльский проход соединял не только для людей, но и для животных, не только с Закавказьем, но и с Передним Востоком и с Африкой. Дело в том, что ближайшие параллели вещам, которые были найдены в районе Лысой горы, так называемая культура Санга-Нижняя Лупембе, экваториальной Африки. Серьезно? Да, абсолютно серьезно. Как вы понимаете, чартерных рейсов в то время не было. И поездов. Да.
То есть это люди шли за стадами, горы были ниже намного, проход оставался, и временами он закрывался в связи с ледниковыми периодами. Ну а к тому времени, когда здесь появились желающие образовать крепость, сложился примерно тот рельеф, который мы с вами видим сегодня. И он был благополучно использован с тем, чтобы запереть эти ворота от непрошенных гостей. До этого это приходилось делать не раз аланам, в содружестве с Византией, против Византии. Ну, по-всякому складывалась история. Да, но все это предшествовало городу. Вы знаете, он изначально был многонациональным. Он таким и остается. И дай Бог, чтобы он таким и оставался. Дай Бог, чтобы он расцветал и раньше. И чтобы жители этого города представляли, что сейчас потихоньку, после перерыва в десятилетия, открыт, как вы знаете, музей, археологический музей Алании, древности Алании в университете. Да. Ну и есть надежда, что все-таки будет продолжено строительство национального музея, где люди смогут увидеть, в том числе и тот сосуд из венецианского стекла, о котором вы говорите. На самом деле Алан были широкие, до них у сармат и скифов, широкие торгово-экономические связи. И Венеция – это не самый далекий пункт, с которым была связь. Скажем, меч сарматского воина, найденный неподалеку, был, рукоятка его была обернута кожей электрического ската. Как вы знаете, электрические скаты в Тереке не водятся. Да, ближайшее место – это Тихий океан. Как, впрочем, и янтарь. Который находится здесь. Как, впрочем, и китайский шелк. А что самое далекое такое? Самое далекое пока то, что я вам сказал, экваториальная Африка. Куала-Лумпурский вот это. Да, культура Санга, Нижняя Лупемба. Вот. Но торгово-экономические связи были всегда. Другой вопрос, на каком уровне и какому уровню государственности они соответствовали. Ага. Будем надеяться, что они будут развиваться, и Венеция не так далеко теперь. Тут, Да, тем более с дождями, которые у нас постоянно идут. Недалеко. В отличие от тех времен, когда это был Великий шелковый путь, и по нему шли караваны из Китая в Венецию и дальше, здесь оседали как китайские древности, так, впрочем, и венецианские. Оседал китайский шелк, в который одевались аланы императоры, могли себе позволить только то, что иногда позволяли себе аланские женщины. А действительно, что вот одна из ветвей шелкового пути проходила именно, где сейчас стоит Цимити, Насчет Цимити у меня нет уверенности, но насчет того, что там, где стоит Зилга, где стоит Бесланский аэропорт, абсолютно точно. И там, где стоит Сунжа, и там, где стоят другие укрепленные поселения 1, 5, 6 веков, это, безусловно, шелковый путь. Мало того, по нему шли не только караваны лошадей, как вы себе можете представить. То есть это были пункты, где путники могли отдохнуть, поменять транспорт. То есть как лошадей, но не только лошадей. Наши раскопки показали, что это были и верблюды. А сосуды аланские показали, что это были и слоны, потому что украшения ручек в виде голов слонов с хоботом, мы так и называем, слонопотамами. Да. Но на самом деле это возвращение к прошлому, поскольку здесь когда-то, в те времена, о которых я вам говорил, водились шерстистые носороги, слоны. Да, здесь. Где они здесь жили? Нет, это было в эпоху Межледниковья. Останки этих животных мы находим в пещере Мыштулок, где мы 30 лет ведем раскопки, где студенты проходят у нас археологическую практику. Сейчас там строится база биологическая биостанция университета, научный центр, музей, прямо рядом с полевой музей истории человека и природы. Ну, я надеюсь, начиная со следующего года владикавказцы смогут посетить эти места. Что-нибудь Да, хочешь Назим, скажите, пожалуйста, вот человек как постоянно, как говорится, прикасаетесь к истории наших предков, может быть, какие-то последние открытия были интересные, и вы стали свидетелем, может быть, что-то было найдено такое интересное, даже, может быть, во Владикавказе?
Ну, дело в том, что находок на самом деле много. А вопрос не в находках, вопрос в том, чтобы они были не разграблены любителями, а как положено исследованы профессионалами. Поэтому, если вы позволите, я не буду уточнять, где и что в последнее время, и насколько ценное было найдено в конечно. Владикавказе, Хорошо. с тем, чтобы мы с вами не стали свидетелями золотой Хорошо. лихорадки. Вы знаете, у меня еще к вам такой вопрос. Хочу, чтобы вы развеяли все-таки миф. Очень много всяких разных историй, эпопей сложно про городок мертвых. И все, одни говорят, что люди там, то, что была чума, и люди, к сожалению, там умирали, но также сказано, что чума – это легенда. В итоге… К сожалению, чума не легенда. Чума – это бич, который крушил Европу, оставляя почти безжизненными такие небольшие города, как Париж, Лондон и прочее. Да. Это бич Средневековья. Но люди умели с ним справляться, зная, что уменьшая контакты с заболевшими, можно предотвратить развитие эпидемии. Тем не менее, следов чумы как основного фактора образования подземных, полуподземных и надземных склепов, как городка мертвых, так и других многочисленных погребальных комплексов в горах, нет. Это традиция, которая идет из глубокой древности, уходящей вглубь тысячелетий. Это катакомбные захоронения, затем в каменных склепах, каменных ящиках, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что если мы начнем сейчас обсуждать историю сложения склеповой архитектуры, то наш праздник уйдет куда-то не в ту сторону. Давайте поговорим о живых. Да, это точно. С вами можно бесконечно сидеть за чашечкой чая и слушать Слушать истории, да, Спасибо. как Мне жалко, повезло, что я у эфирного него времени нам учился, не вот хватает, да, узнать. Еще обо один всем. вопрос Конечно, от конечно. меня, потому что меня интересует такой момент. Вот мы постоянно сейчас задеваем эти темы, что мы осетины, наши предки аланы, скифы, сарматы. Это сейчас самая актуальная тема среди молодежи. Я знаю, что точно нельзя на это ответить, потому что это история. Просто хочу знать, нам гордиться своей историей. Мы можем так говорить, что мы потомки? Ну, гордиться, разумеется, надо. Но есть пословица, она, наверное, вам известна, она итальянская, по-русски она звучит так. Наши предки Рим спасли. Помните, кому она принадлежит? Гусям. Гусям. Да, когда подходил Аларих к Риму, в лунское нашествие, гуси подняли панику, Да, ну и и так они узнали проснулись, о том, что- проснулись жители Рима, и таким образом они их спасли. Нет, предками, конечно, гордиться надо, но желательно гордиться собой, своими достижениями. Да. Да, славные предки и их история – это здорово, но с точки зрения тех, кто верит, что жизнь продолжается и на небесах, хотелось бы, чтобы предки гордились Нами. ныне живущими. А для этого надо очень много чего сделать. Одной гордостью за предков вперед далеко не уедешь. Желаю всё вам верно, всё всего верно. самого доброго. Вы как-то и ответили, и не ответили. Ну хорошо, Подожди. хорошо, не, я могу долго рассказывать о том, как складывалось то, о чем вы спросили. Просто сейчас многие ученые говорят о том, что если сейчас провести какие-то исследования, не знаю, ДНК, все такое, то может быть выяснится то, что нынешнее поколение осетин очень так косвенно относится к скифам, сарматам, аланам. Да нет, не бойтесь. Дело вот в чем, что принадлежность человека, ну или людей, или некоторой общности к тем или иным древним обществам определяется не по одному параметру. По языку вы можете быть русским, но по паспорту осетином. То есть биологически вы можете быть осетином. По гастрономическим предпочтениям вы можете быть японцем. По антропологическому типу вы можете быть кем угодно. Ну и так далее. Я своим студентам рассказываю, чтобы проиллюстрировать эту идею, историю, выдуманную на самом деле, о том, как некий дегорский парень, которому отказали из-за отсутствия выкупа в невесте, отправился на Клондайк, чтобы заработать денег. Он нашел золото, заработал денег, но провалился в полынью, и индейская девушка его пригрела. Короче говоря, он забыл пришлось забыть. И у него родился сын.
Он был, скажем, кундухов, предположим. Да. У него родился сын, он очень был похож на индейца, поскольку мама была индианка, но он был кундухов. А вот этот сын уже нашел себе девушку-метиску с далекого юга, которая была наполовину выходкой из Ямайки. И у них тоже родился сын, и он тоже был кундухом. В результате появляется в Доне Фарси, предположим, Вот так вот. пошел довольно всё. темный, прямо скажем, чернокожий. И ходит, что-то ищет. Его спрашивают, что здесь ищешь? Он говорит, башню дедушки. Какого, говорит, дедушки? Посмотри на себя в зеркало. Да я, говорит, кундухов. Вот в этом смысле, то есть Да. по языку это одно, по этническому самосознанию это желательно, чтобы было то же самое. По культуре это третье, но желательно, чтобы тоже совпадало. Ну и по всем остальным признакам тоже. Разумеется, нет и не может быть сегодня чистых народов. И слава богу, что их нет, поскольку чистый народ обречен на вымирание. Сохранение устных преданий, которые уходят в тысячелетнюю, многотысячелетнюю глубь в виде нартовского эпоса, Да. говорит о том, что они передавались из уст в уста и передавались тем, кто передал их следующим, кто их записал в конечном итоге. Это намного тверже, чем ДНК, доказывает преемственность. Да. А ДНК, я думаю, нас не подведет тоже. Да. Ну, видишь, Я как сдавал. всё Я сдавал. замечательно. И как? Я ничего не понял, там цифры какие-то. А и не надо. Георгий, я думаю, что вот сейчас нам Назим все сказал, ты можешь гордиться. Все, Всё, я ты горд. можешь гордиться. Спасибо, Назим, меня Да, к успокоил. сожалению, наше эфирное время не резиновое, поэтому, Назим, мы хотим перед тем, как с вами попрощаться, чтобы вы поздравили горожан с 230-летием. Вот что у вас на сердце, что вы можете сказать нашим людям? Я хочу сказать, что люди здесь живут давно, и дай бог, чтобы они жили здесь очень долго и счастливо. Чтобы был мир на далеких подступах и на ближних. Чтобы хватило разума и нам, и соседям развивать свое будущее, воспитывать детей и украшать наши города и села на радость нашим внукам, правнукам, с тем, чтобы они с гордостью вспоминали уже нас, как своих предков. Дай Бог всем удачи. Спасибо. Назим, Спасибо вам большое. большое, Назим. Я напомню, что у нас в студии был очень хороший, интересный, знаменитый человек, археолог, историк Назим Гиджирати. Мы благодарим его, что он посетил нашу студию. Спасибо огромное. Спасибо, да. Спасибо. Вам спасибо. Что ж дальше у нас? А что дальше? А дальше у нас архитектура, Георгий, я тебе хочу Да. сказать. Так вот, перед тем, как пришел к нам Назим, я тебе говорил о том, что я проехал очень много городов Европы, я побывал в Америке, на постсоветском пространстве и убедился в том, что наш город ничем не уступает. Наш проспект — это просто что-то... Да, Георгий, я с тобой согласна. Гуляя по улочкам нашего проспекта, играет радио, такая французская музыка. Это как будто такое ощущение, что идешь по Парижу. И каждое здание, каждый орнамент на этом здании хранит какую-то свою интересную, уникальную историю. Ты знаешь, я тут прочитала, что в строительство и создание неких зданий во Владикавказе руку приложили зарубежные архитекторы. Да, я это знал, и именно об этом наш следующий информационный блок. Внимание на экран. Разбитые стекла, обвалившиеся стены и груды строительного мусора. Двери одного из корпусов Владикавказского военного госпиталя заколочены уже 8 лет. Внимание на историческое здание обратили только в прошлом году. Во дворе бывшего госпиталя археологи обнаружили фундамент церковного алтаря. Тогда было принято решение передать его в собственность Владикавказской епархии.
Храм, построенный еще в XIX веке, после революции был преобразован в военный госпиталь. И вот, 100 лет спустя, даже в таком аварийном состоянии, он возвращается во владение церкви. Владимирскую церковь во Владикавказе построили более 2 веков назад. При советской власти храм закрыли. Закрасили очертания крестов на фасаде, надстроили дополнительный этаж. Возродить забытое предстоит архитекторам Руслану Болиеву и Каурбеку Макееву. По старым фотографиям специалисты намерены реконструировать колокольню и стены, выложенные кирпичом до революционного производства. Здесь многие элементы утрачены, они были в разное время демонтированы. И все, что мы здесь будем делать, это будет сделано таким образом, чтобы мы до мельчайших подробностей восстановили историческую правду. И при этом используем мы те строительные приемы, которые обеспечат и современные требования с точки зрения прочности, надежности, долговечности и безопасности эксплуатации. План работы одобрил и архиепископ Владикавказский Аланский Зосима. Он осмотрел здание и теперь с нетерпением ждет его преображения. Всем нам понятно, что восстанавливается историческая справедливость и хозяину церкви возвращается то, что ей по праву принадлежало. И мы здесь с архитекторами, здесь путешествуя по этому зданию, мы прекрасно видим, что это глубоко церковное строение и предназначено для церкви. Уже через 2 месяца рабочие приступят к реставрации. Спустя 200 лет город вновь обретет один из самых живописных архитектурных памятников – Владимирскую церковь. Тамила Хамицаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Старая часть города, если бы сохранили в своем старом виде неизменном, а не то, что сейчас изуродовано. Потому что это центр, все тянутся сюда, здесь гости приезжают сюда, это лицо нашего города, нашей столицы. Для меня самое значимое — это памятники Сопливо на набережной. Это парк культуры, наверное, потому что через него все прошли, все там выросли. Тут много достопримечательностей. То, что связано и в царские времена, то, что связано в советские времена. Правда, в Стисле Октябрь, который был памятник советскому времени. Много достопримечательностей, всех не перечислишь. Основной, конечно, парк. Пусть будет памятник Плиеву. Самое значимое — это наша культура. Вот чтобы было у нас все хорошо. Да, вот я как он, чтобы все нормально было. Мечеть. Парк больше всего. Я думаю, что парк, проспект, ну вот в основном, старые здания. Для меня самой значимой достопримечательностью в этом городе является памятник нашему великому генералу Исааку Плиеву. И очень задевает, что в последнее время памятнику дали имя Бэтмен, которое очень отрицательно характеризует, на мой взгляд. Потому что таких достойных людей, думаю, надо назвать по имени, а не по своего рода кличкам. В основном, мне кажется, самая большая достопримечательность – это наш проспект. Чаще всего здесь эту часть города показываем, а не какие-то конкретные памятники, потому что сами памятники, ну, по сравнению с памятниками мировой скульптуры, архитектуры, они проигрывают. Для меня самое значимое – это «Спартак». Команду отбирают. Герб. Герб. Стадион «Спартак». Команда «Алания». Парк культуры. Центральная библиотека. А ты так просто, да? Памятник Ленина. Мне очень нравится. Самое значимое для вас достопримечательность города? Самое достопримечательное это у нас этот Шахмандисмана. Памятник есть 21, который она, по-моему, в Тамишске.
эфир, и у нас в студии архитектор Сослан Федорович Салаков. Именно с ним мы сегодня поговорим об архитектуре нашего замечательного, красивого города Владикавказа. Здравствуйте, Сослан, с праздником вас, здравствуйте. Добрый день, взаимно, с большим праздником. 30 лет – это не малая дата. Да. Сослан Федорович, скажите, пожалуйста, город достаточно, можно сказать, отжил свое. 230 лет, внушительная дата. Много архитектурных памятников нас окружают. Вот можно подробнее о них. Да, вот наш проспект тоже, наверное, имеет какой-то определенный след в нашей истории. Ну, тот путь, который прошел город, он знаменателен тем, что от крепости к городу произошло очень много интересных событий, очень мощно повлиявших на и внешний облик города. И в частности, архитектура города, которая сформировалась с 1784 по начало прошлого века, вот эта архитектура, она и сформировала основное лицо города. Все, кто приезжал во Владикавказ, прежде всего обращали внимание на наш исторический центр, на ту панораму гор, на фоне которой состоялся этот город, и на множество интересных, красивых, можно сказать, уникальных зданий. Сегодня мы их называем памятниками истории и архитектуры. Ребят, вы знаете, я хочу в ваш такой интересный разговор внести такую маленькую ложку дегтя. Очень много красивых у нас зданий, очень много историй, но я не могу не обойти стороной наш знаменитый Дом офицеров, который очень много лет стоит вот в самом центре нашей столицы и, к сожалению, не в самом лучшем и благоприятном виде. И таких зданий очень много, и таких зданий, к сожалению, очень много. Сослан Федорович, вот как быть с такими зданиями? Вот Дом офицеров, казалось бы, архитектурный памятник, культурное наследие. Сносить его нельзя. Восстановить, пожалуй, наверное, тоже нельзя, потому что здание не раз горело, был пожар. Как быть? Вот как Есть архитектор. юмор такой. Запятую, в зависимости от того, где поставишь запятую, смысл тогда понимается. Снести, запятая. Восстановить нельзя. Да. Снести нельзя. Восстановить. Да, казнить нельзя помиловать. Да, казнить нельзя помиловать. Да. Дело в том, что прежде всего это памятник истории. Внешне, по архитектуре, он не представляет особой ценности, это вы сами обратили внимание. Но, как памятник истории, он ценен тем, что там произошло очень много ярких, судьбоносных для города событий, которые оставили яркий след в истории города. Там были и общественные собрания, там какие-то вот общегородского масштаба совещания проходили. Богатейшее, вот насыщенное событиями вот это вот здание. Поэтому его как памятник истории, прежде всего, хотелось бы сохранить. А что касается его технического состояния, я разговаривал с главным инженером проектного института. Он говорит, порядка 500 тысяч достаточно, чтобы привести его к конструктивной прочности. 500 тысяч рублей? Да. Укрепить вот фундаменты, усилить ребра жесткости, там монолитный прием. Но он знает массу приемов, он очень талантливый конструктор. И он четко нашел путь, следуя которому можно это здание превратить в совершенно прочное сооружение. И смело привнести туда все исторические моменты, акценты. И музей там может быть вот городской своеобразный, событийный музей, и фотографии там, в общем, здорово. И там, я, например, представляю возможным там разместить и здание ЗАГСа. Спокойно, вот на первом этаже продумать реконструктивные приемы, и ЗАГС там может разместиться. А вот тот же музей осетинской литературы, о котором вы говорили. Который страдает, он может быть там, да. Просто совершенно верно, да. Очень интересно. Как быть этим зданием сейчас? Может быть, вы в курсе, на каком этапе вообще реконструкция, развитие его? Что с ним будет в дальнейшем? Может быть, уже какие-то коррективы вносят в том, чтобы восстановить его? Здание? Да, конечно. Ну, мы не посвящены в тонкости юридических каких-то взаимоотношений между различными организациями, там, личностью и так далее. Но я в свое время когда-то высказывал, значит, свою конкретную позицию, и я считал, что его следует сохранить как памятник истории. И повторяю, проблем технических, чтобы пройти к этому решению,
нет. Ну а в чем же тогда проблема? Почему они так стоят? Ну, видишь, в таком виде? наверное, некие юридические проблемы Дело в все-таки том, что существуют. тут вмешалась уже коммерческая стезя, и там взаимоотношения не совсем простые. Там что-то связано с какими-то материальными взаимоотношениями, обязательствами, Ясно. условиями, условностями какими-то, в которые мы не посвящены. Там, где деньги, нет добра. Да, к сожалению, к сожалению. Ну, мы так прошлись легонечко и по архитектурным памятникам, и о хорошем поговорили, и немножко, конечно, о плохом. Но мы не можем, так сказать, обойти стороной проблемы, которые у нас существуют, и, наверное, как говорится, кровоточащая рана, да, Дом офицеров, которую необходимо решать. Сослан Федорович, мы хотим подвести итог нашего разговора и хотим, чтобы вы поздравили наших горожан с праздником. Сегодня 230 лет отмечает Владикавказ. Ваши добрые, теплые пожелания в адрес жителей. Ну, прежде всего, хотел сказать, что все люди, которые посещали, профессионалы-архитекторы из Америки, муж и жена Смиты с Лос-Анджелеса, из Испании, из Нидерландов, с Турции, и президент Союза архитекторов, ну много очень профессионалов сказали, город надо сохранить, восстановить и привести к первозданному облику. Согласен. Я двумя руками за. И я призываю наших граждан быть не просто патриотами на словах, а на деле показать свою любовь к своему родному городу. А профессионалов призываю мобилизовать свои таланты и поработать на благо воссоздания исторического облика этого прекрасного города. Спасибо большое, Сослан Федорович. Мы хотим вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам в студию. С нами был архитектор Сослан Федорович Цалагов. Спасибо большое. И продолжает наш сегодняшний праздничный день группа Wild Honey. Встречаем. She's got it, yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire.
told me her name was Billie Jean, and she got to see that never hurts us without the dream of being the one who dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, but the lie got the truth. Hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claimed that I'm the one, but the kid is not my son. She says I'm the one, but the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights, I heard her sigh, but who can stand when she's into men, no schemes and things. 'Cause you dance on the floor in the round, baby. So tonight's don't advise. Just remember to always think twice. Don't think twice. She told me baby would dance to 3, but she looked at me. The joy for them, my baby cry, your eye roll like that. Oh no, it's to dance on the floor in the round, baby. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, that the lie we got the truth. Hey, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claimed that I'm the one, but the kid is not my son. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claimed that I'm the one, but the kid is not my son. She says I'm the one, but the kid is not my son. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claimed that I'm the one, but the kid is not my son. Billie Jean is not my lover, 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 Billie Jean is not my lover. Ни для кого не секрет, что из Северной Осетии самое большое число героев Советского Союза. Их подвиг неоценим. Они победили самое страшное – зло, войну. И мы, молодое поколение, не должны об этом забывать, а главное – сохранить память о Великой Победе. Владикавказ – один из тех городов, где развернулись ожесточенные бои, поэтому именно он назван городом воинской славы. Совершенно верно. Здесь, во Владикавказе, в Северной Осетии, за победу, за мирное небо над головой, бок о бок сражались осетины, казаки, русские, татаре. Не было никакого разделения по национальному признаку. И сейчас мы представляем вашему вниманию небольшой видеоматериал, посвященный победе великого народа над фашистской Германией.
знаешь, несмотря на то, что Владикавказ, Северная Осетия имеет очень большие многовековые традиции, но наш город не отстает от современных тенденций и, как говорится, идет в ногу со временем. Да, я заметил, у нас на Центральном проспекте появился бесплатный, не всегда ловящий Wi-Fi. Ну, не без этого. Строится сплошная набережная вдоль Терека, я это видел. Еще я заметил, что большие развязки дорожные появились, поющие фонтаны, эстакады. Это все, да, я видел. Георгий, это все говорит о том, что город не спит, а наоборот, он пробуждается, перерождается. И сегодня об этом мы с тобой поговорим с руководителем администрации главы правительства Северной Осетии Сергеем Тоболовым. Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей. с праздником. Здравствуйте, ребята, с праздника вас, всех телезрителей наших. Спасибо. Сергей Султанбекович, скажите, пожалуйста, как за последние несколько лет город развивается? Мы видим кардинальные преображения, мы об этом уже говорили. Ну, может быть, какие-то планы уже наперед есть? Что ждет город? Да, поделитесь с нами. Чем еще горожане, чем еще можно удивить горожан? Ну, несмотря на то, что город это наш главный мегаполис, естественно, по меркам республики, наша столица, несмотря на то, что в городе расположены практически все государственные органы, тем не менее город, согласно законодательству российскому, является самостоятельной муниципальной единицей. И все, что касается его развития, это в первую очередь полномочия непосредственно властей города, которые избираются населением города и выполняют свои обязанности согласно решению горожан. Поэтому органы государственной власти республики не вполне правомочны определять и указывать городу, каким образом развиваться. Тем не менее, конечно же, понятно, что республика в отрыве от города жить не может, и органы государственной власти, представителем которых я являюсь, естественно же участвуют в том, что в городе происходит. Город – это половина нашей республики, город – это наш символ, это наша визитная карточка. Вы правильно заметили, что как с главной своей задачей руководство города и ставит эту визитную карточку делать более красивой, знаете, более привлекательной для взгляда в первую очередь, да, и поэтому вот те изменения, которые происходят, они, естественно, нацелены в первую очередь на то, чтобы человек, живущий уже в городе, чувствовал себя более комфортно. Ну и, конечно же, важен факт привлечения сюда людей из других территорий, российских и иностранных. Почему? Потому что Владикавказ – это, как ни крути, исторический центр Северного Кавказа. Как ни крути, и как бы к этому не относились наши уважаемые соседи, все-таки наиболее известный с позитивной точки зрения, в позитивном контексте город на Северном Кавказе, поскольку есть города, которые, к сожалению, чаще, может быть, мелькают в новостных сводках, но с таким негативным оттенком. Дай бог, чтобы это все прекратилось, как говорится, но мы можем, слава богу, констатировать, что последние несколько лет Владикавказ упоминается в абсолютном большинстве случаев на лентах информационных агентств в позитивном ключе. Да? То есть прошло мероприятие всероссийского или международного значения, открылся какой-то социальный объект, да? После ремонта, или же открылся какой-то новый объект, да? Важный, там, коммуникационный, транспортный, или тот же социальный. То есть, поэтому это важный момент. Очень важно то, что вот городские власти обратили свое внимание и усилиями громадными, да, и моральными, материальными, физическими, ну здесь ключевое слово материальными, превратили город в город, который наконец-то обрел свою набережную. Да. В любом городе, где
где есть река, которая, главной артерией такой, да, как бы является. И я не говорю транспортной, вообще артерией жизненной, что называется. В любом городе набережная это показатель. У нас она отсутствовала, надо признать. Да, за исключением вот здесь может быть парковой зоны. А потом, когда городские власти, естественно, с помощью республики, конечно, безусловно, занялись этим, мы сегодня, вот буквально несколько часов назад, участвовали в открытии, так скажем, да, крайнего участка этой набережной, да, от Чугунного моста до Красногвардейска. И сегодня мы можем говорить, что по сути весь город у нас с юга на север или с севера на юг, как будет кому удобнее говорить, можно пройти по красивой набережной. А сейчас правда, что где-то уже до района Южного, если я не ошибаюсь? Нет, проектирование, конечно, идет. Но это уже все. Вот Красногвардейский мост, в принципе, оттуда и начинается южный. Да. По сути дела. То есть это крайний мост, за которым уже следующий мост через Терек только лишь уже в сельских населенных пунктах города Владикавказ. Поэтому и важность в этом заключалась. То есть, по сути, мы соединили север с юг города, а город у нас вертикально в основном расположен, да, по руслу Терека. И вот эти 7 с лишним километров мы, по сути, почти что от Южного до Нагира буквально мы можем с вами пройти пешком в комфортных условиях или проехать на велосипеде. Простите, а я такой факт слышал, что наша набережная является самой длинной набережной то ли в России. Нет, в России нет. В России, конечно, маловероятно, чтобы вы понять, Волгоград один, да, это там почти 40 или сколько километров тянется. Нет, конечно, но что касается Северо-Кавказского округа, скорее всего, это правда, потому что ни один из городов не имеет реки, которая проходит от и до, да, то есть в принципе Терек, вокруг Терека, на побережьях Терека у нас город строился. Это сейчас он, слава богу, расширяется в том числе и на восток, и на запад, да, в основном на запад. Но в принципе город строился по течению. И вот эти 7 километров, по сути, это 7 с лишним километров, это город с севера на восток. Или с севера на юг, или с юга на север, как удобно. Да. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, вы правы, да, на северокавказских городах, столицах такой длинной набережной нет. Это показатель, и надо... Куда идет человек отдыхать? Он идет отдыхать к реке. Знаете, сегодня, кстати, в рамках празднования Дня города открывается у нас новый парк Олимпийский, и там же, по-моему, открывается и поющий фонтан. Такого у нас в Осетии еще впервые такого не было. Впервые под музыку, значит, струйки воды будут переливаться под музыку. Как-то красиво. Ну, ты, наверное, видел в Лас-Вегасе, теперь Лас-Вегас приехал во Владикавказ. Сергей Султанбекович, ожидаются ли еще какие-то объекты, вот подобие олимпийского, может быть? Ну, во-первых, нужно говорить о том, что будет развиваться из того, что уже сделано. Да? Вот сегодня, например, прекрасные тематические, да, такой как бы, парк или аллею, как хотите называйте, да, вот Нартская аллея, да, это открыто. Это очень важный момент. Он важен, естественно, и с эстетической, да, точки зрения, но, на мой взгляд, это более важно с культурологической, с исторической, да, с национальной, если хотите, точки зрения, потому что именно здесь, именно в Осетии, именно во Владикавказе первые такие вот эпизоды нартского эпоса, уже увековеченные в монументальном искусстве, созданы здесь. Да? Мы прекрасно знаем, что нартский эпос это одно из базовых, одно из базовых факторов нашей культуры, да? И естественно же, мы прекрасно знаем, что наши соседи по Северному Кавказу тоже, и не скажем так, не бесспорно, имеют отношение к нартскому эпосу, да, но именно в Осетии, именно во Владикавказе первые монументальные скульптуры, посвященные этому, да, вот первая такая аллея, которая в проекте будет преображаться в парк,
значит, в более такую цельную, значит, архитектурно-развлекательную, значит, более цельный архитектурно-развлекательный комплекс по проекту, да, Развлекательный комплекс. и в том числе, да, и в том числе, чтобы там люди могли не просто посмотреть, но и отдохнуть, получить какое-то удовольствие от предложенных услуг и так далее. То есть это не музей, то есть не как музей, да, но в то же время это и музей, и развлекательный комплекс. Это вот задумка городских властей, я надеюсь, что она будет потихоньку реализовываться, да. И это одно из, естественно, перспективы мест, которое будет таким, знаете, одним из ключевых для привлечения туристов. Это этнографический комплекс. Еще один вопрос у меня. Ничего, что я так? Нет, конечно. У меня много вопросов. Еще я недавно почитал, что у нас будет, есть уже проект о велосипедных дорожках. Ну, вы слышали? Ну, он потихоньку реализуется, опять-таки, на той же набережной. Уже сегодня вот открывали, у нас там более 100 детей проехал на велосипедах. Пожалуйста, вот если вы хотите, я так предполагаю, что если человек даже сильно захочет от Южного, скажем, доехать до Китайской на автомобиле, возможно, сегодня он, попробовав это сделать на велосипеде, отдаст предпочтение последнему, поскольку теперь это можно сделать без проблем, напрямую, по набережной, живописным местам и в то же время без траты нервов на пререкание со своими коллегами по автодорожному движению. Да, это на самом деле здорово. Вообще здорово, что Владикавказ не то, что с каждым годом, с каждым днем, с каждой минутой что-то появляется новое, что-то интересное, дороги, мосты, все, в принципе, на благо людей, на благо жителей Владикавказа. И, Сергей Светланбекович, если у вас есть время, мы предлагаем вместе с вами посмотреть сюжеты, подготовленные нашими корреспондентами по благоустройству нашего города. С удовольствием. Эта площадь на пересечении улиц Владикавказской и Московской по-прежнему носит название «Аллея фонтанов». Уже несколько лет горожане проводят свой досуг, глядя в пустые чаши 3 сооружений. Из 14 имеющихся в городе фонтанов в этом году запустили только 6. Остальные нуждаются в капитальном ремонте. Мы живем в центре города, и после того, как построили фонтаны, их вообще года 2 работали, потом вообще забыли, что такое фонтан. Здесь дети собирались, взрослые вечером собирались. Когда жара, тогда свободно ходили вечером. Да. Ну, а что я могу сказать? Некрасиво сделать и бросить. Сейчас уже май месяц, дети. Вот здесь люди вышли гулять. Гулять есть где, а фонтаны не работают. Хотелось бы и грязный, хотя бы кто-то, чтобы их почистил. Хотелось бы, чтобы, как говорится, чистота была, порядок был. Трава не кошеная. Какое-то запустение идет. Хотелось бы, чтобы лучше было бы. Уже несколько лет не работает фонтан на проспекте Мира, на котором возвышается каменный нарт Сослан. В жаркие летние дни горожане любили проводить время рядом с этим оазисом. Однако сейчас им приходится смотреть не в прозрачную воду, а в накопившуюся болотистую жижу. Теперь внимание! Фонтан на улице Маркуса. 2 года назад администрация Владикавказа запланировала его заменить на новый, так называемый джамп-фонтан. Пока с мертвой точки дело не сдвинулось. Вместо воды из него бьют неоновые струйки света. Я вот сейчас с ребенком вышла погулять. Очень хотелось, чтобы она и побегала, и свежим воздухом подышала. Мы все прекрасно знаем, что вода – источник жизни. Но, к сожалению, мы очень расстроились, когда подошли и увидели вот эту отвратительную картину. Мусор, вода аж гнилая, извините за это слово. Но страшная картина, конечно. Я думаю, такого не должно быть в самом центре города. Очень жаль. Вот, во-первых, у нас вот тенденция такова, вот лето у нас какое бывает жаркое, да. И вот были времена, мы помним, даже дети вот
прыгали, купались, прозрачная, чистая вода была. И дети как-то веселились, и вот и удовольствие было приходить вот здесь отдыхать. Даже вот ветерочек подует, и вот и на тебя этот фонтан, этих брызг. Ну, это было такое. Конечно, наш город хотелось бы, чтобы вот был самый, он и есть самый лучший, самый красивый, мы его любим. И хотелось бы, чтобы, конечно, вот мэрия обратила внимание, ну, хотя бы на наши фонтаны. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, мэрия не спешит ремонтировать все 14 фонтанов. Прокомментировать эту ситуацию в местной администрации отказались. Почему реконструкция фонтанов откладывается, неизвестно. А в это время в Олимпийском парке на месте бывшего рынка Фалой строится большой фонтан. Рая Дзантьева, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. Провести время с пользой помогут оздоровительные процедуры. Во Владикавказе открыли общественную баню. Около 6 лет назад администрация города продала здание предпринимателю. Обращение граждан в мэрию сохранить специфику выкупленного заведения сподвигли Тменова не только отремонтировать баню, но и создать самые лучшие условия для комфортного отдыха горожан. В свое время предприниматель Тменов Владимир Хусейнович приобрел из муниципальной собственности данное здание. Оно было очень в ветхом состоянии. Как он говорил, у него была дилемма, что здесь сделать, хотя вариантов было очень много, учитывая место расположения непосредственной близости от рынка Алан. Любое предприятие, любое начинание здесь бы имело хороший коммерческий успех. Но тем не менее, понимая необходимость в данной инфраструктуре обращения жильцов, БАМ у нас многолюдный спальный район, необходимость в этой инфраструктуре, они приняли решение сохранить здесь общественную баню, провести серьезный такой ремонт. Теперь, когда баню обновили, расширился и спектр услуг. Здесь можно не только попариться, но и посетить массажный кабинет, побывать у парикмахера, сделать пилинг рыбками. В этой процедуре используется особый вид рыб из семейства карповых – гарра руфа. Она применяется в лечебных и косметологических целях, очищая кожу, одновременно массируя ее. Устанавливали 2,5 года, я его приобрел еще в 2007 году. Вообще-то я его приобрел для других целей, для коммерческих целей. Но столько было желающих, это была очень хорошая баня раньше, и столько людей хотели, чтобы обратно оставили статус этого заведения. И тогда вот с семьей посоветовались, сказали, что давайте восстановим. Восстановили его вот в течение 2,5 лет. И все, что здесь находится внутри, без всяких дизайнеров, без никого, сами все своими силами, своим умом, все, что смогли, сделали. Жители города смогут и дальше поддерживать традицию ходить в баню всей семьей. Ее открыли по улице Владикавказская. Регулярно ходила в баню, я сама хочу очень попробовать начать ходить, раньше никогда не была. Очень люблю массаж, буду обязательно ходить к массажисту в салон красоты. Стоимость посещения парной и бассейна обойдется не дороже 200 рублей. Двери заведения открыты ежедневно с утра до вечера. А для туристов здесь предусмотрены гостиничные номера. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Берега Владикавказа соединяют 9 мостов. В скором времени их число увеличится на 2, один из которых будет пролегать здесь, от улицы Гадиева до Павленко. Проект нового автомобильного моста полностью готов. Его строительство планируют начать уже в следующем году. Один из старейших объектов Владикавказа, чугунный мост, перегружен. Он не справляется с большим количеством транспорта. Стоимость строительства в ценах 2011 года 340 миллионов. Но если перевести ее в цены на 2014-2016 годы, это где-то 450 миллионов. Так что вот такие планы есть в городской администрации на строительство. Мост необходим, очень остро необходим, потому что вот существующие мосты в часы пик не справляются уже с тем потоком, который в городе, машин, которые в городе есть. С каждым годом число машин на дорогах республики увеличивается. По данным госавтоинспекции, только за последний год во Владикавказе количество транспорта возросло на 10 тысяч. Этот мост сегодня начать строить невозможно. Иначе мы получим долгострой. Значит, 30 лет строили мост на Хаджи Мамсурова, и так до сих пор его не открыли. Чтобы такая ситуация не повторилась,
значит, надо, чтобы было гарантированное источники финансирования. После этого проект уже готов еще в прошлом году. Во Владикавказе есть еще один недостроенный мост на улице Хаджи Мансурова. Уже много лет проект не удается завершить. Вместо 4 полос открыто только 2. Дело в том, что стройку развернули рядом с домами. Люди не желают покидать свое жилье ради полноценного открытия моста. Столько лет нас носит, и вот уже почти половина снесли, теперь вот 3 дома осталось. И нам точно мы тоже не знаем, сносят нас, не сносят, мы ответа нет еще. Никаких ни сил, ни моральных, ни физических. Вот не можем элементарно ремонт сделать. Они нам не могут даже ответить. Вот 3 дома осталось, допустим, сносят нас, не сносят. Вот под вопросом, может, даже мы и останемся. Да или нет, пускай нам скажут. Чтобы мы не мучились уже столько лет, мы хотим тоже в нормальных условиях жить. Вот так как бы. В Комитете дорожного хозяйства республики говорят, что из-за сложившейся ситуации строительство может затянуться на неопределенный срок. В то время как Дорожный комитет воюет с горожанами, во Владикавказе готовится проект по строительству нового объекта. Это автомобильный мост через реку Терек. Он должен пролегать от Губкаева до улицы 50 лет октября. Рая Дзантьева, Ацамаз Шипшев, Артем Балатаев, Осетия ТВ. Лена, знаешь, я недавно заглянул к тебе на страничку в социальные сети и заметил, что ты ведешь активный образ жизни, занимаешься экстремальным спортом, там, ходишь в походы, да? Да ты, смотрю, за мной следишь, Георгий. Ну да, на самом деле я очень люблю походы, сноубординг. Это, наверное, не просто мое хобби, а вот часть моей какой-то неотъемлемой жизни. Ну, а ты? Ой, Лена, ну ты знаешь, я личность медийная, у меня нет времени на эти развлечения. Я занимаюсь серьезными делами, хожу в рестораны с друзьями, лежу на диване, смотрю футбол. Мне нельзя... Как бы... Да, я успела заметить, да, тогда Георгий, наш следующий гость, по твою душу, он научит тебя, как правильно проводить время, главное, с пользой и для здоровья. Кстати, у нас сегодня в студии человек, который поднимается в горы больше, чем ходит на свидания с девушками. Осетинский Владимир Высоцкий, Анзор Макиев. Привет, Анзор. Привет, Анзор. С праздником тебя. Ну что, Анзор, скажи мне, ты сможешь меня уговорить подняться в горы? Я, наверное, больше скажу, ты меня уже 2 недели умоляешь тебя повезти куда-то. А вот так, значит, да. Он же сказал, что он личность медийная, и вот занят пока. Ну, я бы хотел подняться в горы, но при этом оставаться на диване рядом с телевизором. Я должен понести. Или Лена, на сноуборде. Да, все вместе в рюкзак накидал. Не, можно, почему нет? Ясненько, Анзор. Расскажи нам, пожалуйста, как ты проводишь свою жизнь. Да что за глупости, он в горах сутками, как он проводит свою жизнь? Ну, мне очень интересно. Алло, Анзор, ты где? О, Лена, я в горах. Анзор, когда ты придешь? О, Лена, я не знаю, я в горах. Она врет в горах, телефон не ловит. То есть он обманывает, видимо. Анзор, ну расскажи, пожалуйста, на самом деле, мы знаем, что ты очень частый гость в горах. Что не фотография, то облака, что не Инстаграм, то горы. Это все очень круто. Какие, может быть, новые интересные маршруты и тропы ты можешь предложить владикавказцам для проведения досуга? Ну, наверное, что-то сейчас рассказывать и предлагать я им конкретно не буду, потому что, как показывает практика, что нашим горожанам не говоря, они все равно не знают эти места. Да. Максимум кто-то может знать свои родовые села. А откуда ты это все знаешь? Ну, когда-то давно у меня появился интерес к горам. И да. Как бы, я не знаю, я искал пути, как попасть туда, как можно постоянно там находиться. В итоге я узнал, что у нас есть молодежный туристский клуб при республике. Записался там на курсы инструкторов, прошел их.
это мне 17 лет еще было тогда. Ага. И то есть как бы с тех пор постоянно, вот в течение уже лет 8, наверное, я постоянно нахожусь в горах. Были, конечно, периоды, когда там я чем-то был занят, не ходил, но что бы я ни делал, чем бы я ни занимался, все равно все дороги меня ведут в горы. Поэтому как бы, не знаю. А без ты гор свою умеешь жизнь не костер представляю. разводить палочкой? Я умею взглядом. Это знаешь, как это кто-нибудь новый с тобой идет, и ты вот так на него смотришь, что он понимает, надо пойти костер Надо разводить. пойти костер развести. Да. Ясненько, Анзор. О маршрутах мы поговорили. Скажи о проектах, которыми ты занимаешься сейчас. Ну, Сейчас ты возглавляешь туристическую, вот этот Ну да, туристический союз. то есть не союз, называется он Молодежный туристский клуб Республики Северная Осетия Алания. Запомнил. Ему уже 15 лет. Я возглавил его совсем недавно, вот, наверное, с начала этого года. И, наверное, как-то неприятно было, когда там курсы мы начинали, опять инструкторов, то есть то, чем я когда-то занимался, то, что я сам проходил. И сейчас, сейчас я сам этим тоже занимаюсь, именно организационной частью. Не один, конечно, с нашими турклубовскими ребятами, членами клуба. И меня убивал всегда вопрос: а что это? Вы вот только появились, да, приятно. Я говорю, ну нет, лет 15, правда, да? Просто ты только что услышал, да? Ну да, наверное, как-то влияют эти соцсети сейчас, возможности. Я-то там это все публикую всегда, и отчеты, и в походы приглашаю ребят. Кто ходит первый раз, они потом приходят опять? По-разному, знаешь, бывает очень по-разному. Есть люди, которые приходят. Зависит от маршрута. Есть люди, которые запаривают, ну когда. А есть те, конечно, которые, наверное, понимают, что это не совсем их. Для кого-то это просто один день отдыха, там, для галочки, все, в поход сходил, там. Ну, вот из этой серии, наверное. Да, Анзор, скажи, пожалуйста, что нужно взять с собой в первую очередь человеку, который в первый раз идет в поход, кроме того, что терпение и ожидание того, что ты будешь говорить: Анзор, ну сколько еще идти? Ты идешь уже 3-й час, а Анзор продолжает говорить, что мы идем и осталось 20 минут. Скажи, пожалуйста, что кроме терпения нужно еще брать с собой в поход? Самое главное, то, что я беру с собой, это настроение. Потому что, на самом деле, какие бы условия у тебя не были в походы, пусть там камнепады, снегопады, ливень, что только я не заставал в походах, все решало всегда настроение, именно настроение. Потому что есть ребята, которые, для них это поход что? Вот есть же ВКонтакте паблики всякие, travel, там еще что-то, там просто какая-то классная фотка, девчонка сидит там. Ноги, песочек и море. Там какая-то классная подпись бывает, еще что-то. Вот для них вот это поход. На самом деле поход это совсем другое, когда люди узнают, что это. Не всем нравится эта сторона похода, именно настоящего похода, но самый приятный факт в этой ситуации то, что всегда остаются люди, которым горы именно дороги, которым дороги горы и которых принимают эти горы. Ясно. Поэтому как бы главное настроение, а остальное я людям скажу, если они со мной. Все же, я иду в поход и беру с собой Хорошее настроение. Ну все, то есть подожди, а спички диван твой мы к машине, да, прицепим, чтобы он волочился? Вот спички, то, что ты говоришь, это все второстепенно. Если у тебя не будет спичек, а будет хорошее настроение, все будет нормально. Камушками. Да, Анзор возьмет свою гитару, запоет Кстати, песню. о гитаре. Мы хотели бы поблагодарить. Что? Я честно пыталась до эфира, я буквально стояла на коленях, умоляла: Анзор, спой нам. Но нет, он отказался. Не, я на самом деле думал, что здесь немного другой формат, и вот вижу, ребята у вас играют, и как-то... Да, одолжить гитару. Массовка, мы хотели настоящего, вот такого походного пения, Ты душевного. сейчас зря обидела ребят, это не массовка. Они меня не слышали, ребят, ничего личного. Послушай, Анзор, а что ты находишь в горах? Вот. Ну, понятно же, что нам, тем, кто не поднимался, мне, кто не поднимался в горы, да, я так знаю, что ты поднималась, мы не можем понять, что вы там находите, потому что это заразно, я смотрю. Ты поднялся и все, ходишь и ходишь. Что ты там? Ходишь и ходишь. Не, Жорик правильно говорит. На самом деле, я вспоминаю свой первый поход многодневный, на 6 дней мы шли. Это как раз вот поход являлся зачетным походом курсов инструкторов, которые я проходил. Для меня это был самый сложный, наверное, поход за все, что я ходил, это был самый сложный, потому что я просто не был готов психологически. И какие-то моменты, у меня, наверное, там и ливни, и снега, что только не было, хотя не предвещало ничего. И в какие-то моменты я вот прям злился, зачем мне это надо, зачем. Но это все забывается буквально.
когда ты вот стоишь на вершине, так смотришь вот это все, на глазах могут быть слезы, но не от того, что тяжело, или не от того, что там, от счастья, от того, что ветер. Просто реально. Я думал от счастья, ты сейчас скажешь. Он так закрыл глаза. Ты что, не знаешь, осетины не плачут, осетины потеют. Да, с глаз. Да, вот эти потные, но со слезами на глазах. Но когда ты вот смотришь на эти виды, когда ты понимаешь, где ты находишься, когда ты вот, я не знаю, какие-то доли секунды вот этого счастья, ну не доли там, по 10 минут, по 20 минут, всегда по-разному, в зависимости от погоды, конечно, от сроков, спуска вниз. И когда ты все это ощущаешь, когда ты понимаешь, что это такое, после этого ты только можешь реально осознать, надо тебе это или нет. Даже есть такой закон у нас, у туристов, нельзя понять смысл похода, сидя дома. Вот ты сидишь, говоришь, на диване. Я обещаю, один раз пойду. В прямом эфире Давай, я пообещал, что пойду с тобой в поход. Я всегда с удовольствием приму. Ты говорил о горах, да, и ты поднимаешься в горы и видишь эту красоту. То есть, я так понимаю, там энергетика. Энергетика — это вообще отдельный разговор. То есть, единственное, что мы можем передать людям, это вот эти эмоции свои словесные, фотографии. Фотография даже не передает, я уверен. Да. Не, зенитовская фотография передает. Просто те люди, которые бывают на этих местах и видят зенитовские фотографии, они говорят, да. Сейчас нужно небольшую ремарочку внести, чтобы объяснить телезрителям, почему «Зенит». Анзор очень увлекается фотографией, и именно фотографирует на «Зенит». Вот, поэтому я думаю, что тем, кому интересно, да, они смогут, я надеюсь, у тебя есть, да, где посмотреть, насладиться то, чем ты занимаешься. Анзор, все хорошо, ты поднимаешься в горы, это очень замечательно, очень приятно, что очень много людей, ты сплочаешь очень вокруг себя многих людей, которые вместе с тобой, за тобой идут. Хотелось бы поговорить о развитии туризма в Северной Осетии. Чего не хватает, потому что мы с вами знаем, что все-таки недолжным образом все это, на должном уровне это все поднято. И что нужно, чего не хватает, может быть, своим взглядом, человеком, как пользователь. Если я скажу, что не хватает всего, кроме природных ресурсов, я вас удивлю. Просто у нас, на самом деле, ресурс у нас богатейший. Те люди, которые сюда приезжают, у меня много друзей, которых я встречал на разных форумах, где-то по России, еще где-то. И когда они все-таки решаются сюда приехать, когда они переступают через эту черту понимания, что это не горячая точка. Да. Когда они видят, что это такое, когда они приезжают в сами горы, они, конечно, все восхищаются теми условиями, которые у нас есть. Я, например, честно скажу, я хоть и закончил специальность туризм, я вообще не хочу развивать туризм в Осетии. Именно такой массовый, потому что, ну, я не хочу ходить в горах и вот, предположим, пошел я в горы отдыхать духовно, а тут еще вокруг 100 человек, у кого-то экскурсия, у кого-то еще что-то. Хотя, конечно, нашей республике это необходимо, потому что это хороший вариант прибыли, причем чистой экологической прибыли. Не то, как у нас все ругаются тут на заводы разные. И на самом деле, в первую очередь, нам должна быть какая-то поддержка со стороны правительства, потому что вроде бы как-то на словах она есть, на делах ее не так много. Может быть, они тоже понимают о том, что если человек дойдет туда, значит, там будет бардак, мусор. Да, где человек, там... А для чего тогда каждый год говорить, что мы хотим развивать туризм в республике? Что замкнутый круг получается. Да, не стоит забывать о том, что... У нас очень много красивых мест, но, к сожалению, каждый день мы сталкиваемся с тем, что мы видим постоянный мусор, мы видим бутылки, банки, окурки. И я не знаю, вот, и самое интересное, друзья, ходила с разными людьми. И когда мы видим пакеты с мусором, мы говорим, боже мой, ну кто же оставил этот мусор? И мне хочется подумать, вот тот, кто оставил этот мусор, когда в следующий раз пойдет, он, наверное, увидит мусор, что другой кто-то оставил, то же самое скажет. Ну, и вот это какой-то, на самом деле, замкнутый круг. Я вроде бы сказала, какие они нехорошие, но вот в прошлую пятницу в Джимаре я так один пакетик оставила все-таки с баночками. То есть, Господи, на самом деле, это очень тяжело. Бросаешь мусор, да? Не бросаешь мусор в горах. Не бросаю мусор в горах, да. Я очень хочу, чтобы ты рассказал о тех местах, куда, наверное, стоит пойти каждому жителю Северной Осетии. Потому что, давай будем откровенны, многие не знают
знают тех мест, которые находятся вот, ну, господи, 20-30 минут от города, и они не знают, где что Ты, находится. наверное, про Балту говоришь, да? Про Чми. Да, Балта, Феогдон. Никто не знает, что в Феогдоне, оказывается, кроме села Феогдон, есть еще несколько сел. Никто не знает, что в Феогдоне, кроме вот этого маленького 2-метрового водопадика, еще есть места. Да. Вот, Не, куда? на самом деле, Лена правильно говорит, у нас люди просто не знают, где им отдыхать. Ну, если так подумать, а откуда им знать? Кто их этому учит? Кто им показывает эти места? поведет? Я тоже, если честно, если бы я вот так не ходил с клубом в свое время, или если бы я сам, когда приезжал отдыхать, не лазил где-то, я бы эти места тоже не знал. Но ну, не каждый полезет, в принципе, и не надо каждому лезть. Разные бывают ситуации, что-нибудь может случиться с ними. А у вас все сертифицировано, все. Да, у нас маршруты у нас нарисованы. все серьезно. Все серьезно. Ну просто перечисли нам эти места, пускай мы их первый раз Не, услышим. если я, наверное, назову самые такие известные места, но хочу отметить, что в каждом известном месте, которое я сейчас назову, есть такие уголки, точечка, такие уголки, в которые надо ходить, но люди просто не знают. Тот же самый Цей. Да. Многие не знают, что такое Горянка. Самое великое, наверное, место, которое есть в Цей, которое любят все романтики у нас, те, которые называют себя цейскими бродягами. Это те, которые ночью берут пледы, спальники, там термос кто-то, находят эту базу, старую заброшенную Горянку, поднимаются наверх, ложатся и вот так просто наслаждаются этим небосводом, этими звездами, потому что там действительно до них рукой подать. То есть, ну, это одно такое место. Джимара, она вроде раскрутилась в последнее время после того, как начали пиарить Видограбинские водопады. После этого я заметил, там много мусора стало. Значит, людей там бывает немало. Да. Осталось, наверное, убирать тот же самый Феогдон. Феогдон это не внизу. Феогдон это одно большое огромное ущелье, где можно и пойти наверх. У нас, кстати, люди еще не то, что места не знают, они Феогдон тоже взять, Самыти, там есть село, они его называют мертвый городок. Да. То есть, если где стоят склепы и старые И там башни, не живет это человек, мертвый да, городок. это мертвый городок. Это все. Ну, то есть, такие факторы тоже у нас есть. На самом деле, сейчас у нас есть интернет, и если вбить в этом интернете какие-то названия, очень многое можно найти. Тот же самый взять сайт «Потерянная сеть». Нет, там очень много мест, 44 долгота, то есть места, где ты реально можешь зайти на эти сайты, там показаны места, куда тебе можно попасть, там даже маршруты проложены. Да. То есть человеку просто надо сесть и посмотреть. Но у нас люди немного другой вид отдыха любят, многие, поэтому, Да. наверное... Под горами. Да, вот как ты, например, с серьезными людьми за чашечкой кофе. Под горами, возле речки. Палатки да. за чашкой кофе. Такой, с Да, блюдечком. расскажи еще другое направление своей жизни, творческое. Мы слышали твою песню, я только одну слышал, я на самом деле. Да. Она одна? Нет, их 7. Их 7, профессионально записана одна. Ну, профессионально тоже громко сказано. Нет, ну... Она просто записана, можно сказать. Да, и что это отдушина в отдушине, то есть в горы ты ходишь, отдыхаешь, а пишешь песни, играешь, это... Ну, если взять ту песню, которую ты слышал, Да. это именно та песня, это, наверное, песня «Всплеск», песня «Фонтан», которая, я не знаю, я долго ходил по горам, можно сказать, несколько лет. Я не умел играть на гитаре. В походах я просто пел возле костра, я не умел петь. Да. И всегда надрывал голос, орал. Сам этого, естественно, не понимал, мне же хорошо было. Для других не Возле было все костра, равно, да. да. Всем весело. В итоге, когда-то я все-таки научился играть на гитаре, и буквально спустя месяцев 5 как-то вот, не знаю, я не скажу, что я сидел и заставил себя написать. Ну, просто она вот вышла из меня, эта песня. Я тебе скажу честно, песня популярна. Я слышал в машинах, в интернете. А только я не слышал. А вот я ее слышала вживую, Георгий. Ну, Возле опять костра. Вчера, например, да? Опять вы мне Зачем ты говорите рассказываешь, о том, раскрываешь что я все не наши хожу в секреты? горы. Да, например, вчера возле костра в теплой обстановке рядом с близкими людьми Анзор Вы очередной что, раз. сегодня с гор спустились? Можно сказать и так. Я Ты же завидую. тщательно следишь за моими социальными сетями. Я думаю, в ближайшие несколько дней там появится пара фотографий для тебя, чтобы ты в следующий раз мне позвонил и сказал: Лена, я все вижу. Я хочу подняться. Ну, в общем, это, не знаю, у меня песни тоже разного формата. Если когда бывает, там говорят, вот он в таком стиле поет, он в таком. Про меня нельзя так сказать. Та песня, которую ты слышал, это песня, которая, ну, просто, да, там, можно сказать,
От души. Не босяцкая, да. Ну, такая очень простенькая. Душевная Последние две, например, песни, которые я написал, я считаю, что их можно уже вот основательно записывать, потому что, ну, я их именно когда писал, именно вот с такими мыслями и записывал. То есть у меня в голове какие-то там другие инструменты мелькали, еще что-то. Было бы где записать, было бы с кем записать. То есть такие факторы тоже есть. Так, конечно. Патриот сильнейший. Помнишь, ты, когда представлял Анзора, ты сказал, что он в горы ходит чаще, чем ходит на свидания? Да. Вот я хотела бы отойти от гор и спросить, Анзор, а какая должна быть Сваха, спутница сваха. твоей жизни? Она должна обязательно, наверное, любить горы, уметь играть на гитаре и не спрашивать тебя, сколько еще подниматься до той или иной вершины. Как ты думаешь, вот одобрит ли твоя спутница твое такое рвение? На самом деле, вопрос такой, знаешь, она, ну, как бы горы по-любому надо любить. Но мы точно не поладим, если она не будет. Ну, хотя бы не любить, но не ревновать. Да. Так, сейчас, девушки, внимание, прямой эфир. Анзор Макиев, свободный парень, любит горы, этого не говорил. умеет... Если ты наблюдаешь за моим контактом, у меня там написано «влюблен в величественные горы». Я сейчас к девушкам же обращалась, Анзор. Свободен парень. После эфира вы можете найти ВКонтакте его, и я думаю... Главное, любите горы. А сейчас я хочу взять небольшую паузу. Да. Я напомню, что у нас на протяжении всего прямого эфира работает знаменитая уже группа. Они играют на инструментах, да так зажигают с нами. Да, я согласен. сейчас хочу их представить. Это Wild Honey, они с нами. Ребят, удивите нас, пожалуйста, сейчас очередной раз. Мы ждем. Георгий, ты сегодня в начале эфира говорил, что у нас работают тематические площадки. Шаржики рисуют,
букетики собирают. Да. Вот смотри, пока ребята играли, смотри, какой букетик мне красивые флористы принесли, Очень собрали. красиво. Но сейчас к нам в студию присоединилась очень обаятельная, привлекательная девушка. Зовут ее Дзера Бегизова. Здравствуйте. Здравствуй, Дзерочка. Она рисует шаржи. Ага. И пока мы с Анзором тут разговаривали о величественных горах, она подсматривала, подглядывала за нами. Не И может быть. результат сейчас она нам покажет. Дзера, покажи нам, пожалуйста, что ты сделала. Это Анзор. Это Анзор. Ну, голова так и она нарисована. сохранила мне волосы, ты Пропорции она сохранила, голова точно такая же. Ваши тоже продемонстрировали? Да, вот мы покажи на тоже камеру, есть, да? пожалуйста. Так. О, Георгий. Так, я упал. Это хороший знак. Да. Сам от шока. Ага, ну уши такие же, да. А вот и Лена, покажи, пожалуйста. Почему я на всегда камеру. бываю не похожа на себя, когда меня рисуют? Нет, нос тоже похож. Характер. Да, характер. Дзера. Дзера, это подарок нам, Это нам Осетии подарки, ТВ, да? Ой, спасибо тебе большое, Дзерочка. Вот так весело нас с тобой изобразили. Анзор. Можно, пожалуйста, я Да, посмотрю? можно нам тоже? Так, Ага. это тебе. Смотрите, Ага. как. Анзору верни, пожалуйста. Так, Анзор, ты свой Хочешь показывай. себе повесь дом? Вот такие Ребята, вот посмотрите, шаржи. какая вообще замечательная штука. Я не знаю, похожа ли я на себя или нет. Вот. Не, по-моему, я Надо похож характер, да, больше. вроде показать такой? Как-то так. Подождите, цветочки тут у меня еще. Все, еще Спасибо большое, Вот. Дзера. Да, все Да. замечательно. Я сохраню Спасибо свой большое, шаржик. ребят. Спасибо большое, что вы к нам пришли, уделили нам время. И напоследок я хочу, чтобы вы по очереди поздравили наш Владикавказ. Сегодня все-таки праздник, не стоит об этом забывать. И вот, Анзор, слово тебе. Владикавказ я очень люблю, поэтому хочу его поздравить с большим праздником. Это все-таки день рождения, уже 230 лет от крепости до города, как говорится. И мне нравится та тенденция, что последние года Владикавказ именно цветет. И то, что сейчас организована такая студия у нас вот здесь, это тоже вам большое спасибо. Это тоже Спасибо, большой плюс Анзор. Владикавказу как цвет, потому что аналогов вам, Осетии ТВ, у нас еще не было. Честно, моя душа очень радуется, когда я вижу какие-то интересные передачи, прямые эфиры. У нас в городе это очень приятно. И еще хочется поздравить город Симферополь. Ему тоже сегодня именно 230 лет. Поэтому город. такое совпадение я тоже сегодня узнал. Поэтому и наш город, и Симферополь с большим праздником, и горожан, чтобы жители берегли города наши. Спасибо. Спасибо, Анзор. Дзера. Дзера. Я в свою очередь хочу поздравить, во-первых, жителей Владикавказа с этим замечательным праздником. Я, не то что прошу, но вот намеренно говорю так. Люди, которые уезжают, чтобы не уезжали, то есть, с концами, а Да. приезжали и просто вот обменивались своими какими-то эмоциями и впечатлениями о других странах и городах. У нас очень много талантливой молодежи, которая должна и нужна Владикавказу, и я бы хотела, чтобы все оставались здесь, и процветание нашего Владикавказа было благодаря молодежи и людей, которые стремятся и хотят, чтобы их город был самым лучшим и с праздником. Спасибо, очень Спасибо, красивые Дзерочка. На слова. такой позитивной ноте мы прощаемся с нашими гостями. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До встречи. Всего доброго.
Мы сегодня говорили о развитии архитектурном, но при этом хочется сказать, что еще наш город развивается в другом направлении. Это информатизация. Да, все верно. И именно об этом мы сегодня хотели бы поговорить с заместителем председателя правительства Северной Осетии Алания Леонидом Кисельбреннером. Здравствуйте, Леонид Здравствуйте. Яковлевич. Добрый день. Здравствуйте. Леонид Яковлевич, ну сразу такой в лоб вопрос. На самом ли деле Северная Осетия развивается в этом направлении очень активно? Что для этого делается? Какие уже проекты реализованы? И, наверное, что еще ждет жителей Владикавказа? Ну, я не знаю, вопрос в лоб или не в лоб, но очень интересный, правильный вопрос, потому что многие задают, и даже когда мы общаемся вне наших кабинетов. И вы знаете как, есть какие-то критерии, по которым каждый регион оценивается. Критерии федеральные. И есть программы федеральные, которые мы обязаны выполнять, там это и должны как-то какие-то проекты, так сказать, реализовать. Но есть проекты региональные. Вот эти региональные, это мы уже сами, как говорится, занимаемся творчеством и делаем то, что требует жизнь и что востребовано населением города и республики. И я рад, что сегодня город в этом плане, он не только в республике, само собой в республике, но он и на юге, и вообще в масштабах России. Он выглядит очень достойно. Я вот только что делился своим впечатлением. Я был в Ханты-Мансийске. Это регион Югра, да, это номер один по развитию информационных технологий и созданию электронного правительства. Мы вот даже на фоне Югры мы смотримся очень достойно. Я был в Югре. Очень достойно, да. Вы были. Что приятно, что там просто впитывают, как говорится, с молоком матери вот этот вкус к информационным технологиям. Вот это нам не хватает. Но у нас сейчас тоже, я смотрю, все более, так сказать, молодое поколение втягивается в эти процессы. С одной стороны молодое, с другой стороны порог зрелости тоже мы вот отдвигаем. То есть даже пенсионеры интересуются, специальные курсы у нас ведутся, с удовольствием люди ходят, осваивают. Вот. И еще раз говорю, что город в этом плане выглядит очень хорошо, и, конечно, благодаря усилиям местной администрации. Ну, вот взять наш проспект, который не просто объявлен, на самом деле зона свободного Wi-Fi. Таких городов в Европе очень мало, где можно вот так километр или полтора идти и спокойно, свободно, бесплатно пользоваться Wi-Fi технологий для того, чтобы работать или развлекаться, или читать, или какую-то информацию. Сейчас в тестовом режиме работает или уже полноценный? Ну, он в тестовом, это может быть какая-то уловка такая в тестовом, да, но во всяком случае каждый, кто имеет мобильный номер, мобильный телефон, он может получить пароль и этим паролем совершенно бесплатно там в интервале какого-то времени пользоваться, да. Я каждый раз, когда бываю на проспекте, а это бывает часто после работы, я сам тестирую и проверяю, да. Если, не дай бог, какие-то сбои, я тут же провайдера начинаю дергать. Почему так это самое? Да, я вот хочу спросить, есть такой проект, как «Открытый город». Вот, не все, к сожалению, знают, что это такое. И вы, наверное, человек, который очень близко с этим проектом соприкасаетесь. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что это все-таки такое, с чем это едят и как этим пользоваться. Ну, понимаете как, открытый город, да, это, ну, для меня он всегда был открытым, потому что я в этом городе родился и вырос. Но с точки зрения того, чтобы, допустим, оптимизировать свое время, оптимизировать достижение каких-то целей и решение каких-то задач, вот чисто таких, городских, бытовых и так далее, это очень хороший портал и очень удобная вещь, удобное приложение. Вы знаете, в каждом более-менее таком серьезном городе есть что-то подобное, да? Но в то же время нет типового решения. Везде есть своя специфика. И вот то, что у нас ребята начали сейчас, вот он работает в тестовом режиме, этот портал, этот сайт. Его надо раскручивать просто, вовлекать все больше пользователей в этот процесс. И с точки зрения логистики, там, обсчитать, допустим, какие-то транспортные схемы, понять, там, где провести время, как решить задачу такого чисто там, бытового плана, покупку чего-то или проведение мероприятия, или получение услуги, да? Вот вместо того, чтобы обращаться в какие-то службы отдельные, есть портал, который, если правильно администрировать, он заменяет просто вот, так сказать, все эти службы представлены в рамках одного сайта, одного портала, и не нужно метаться, не нужно звонить, не нужно тем более ходить куда-то. Да, можно с помощью скачанного приложения или, как мне говорят, уже информаты начинены этим, вот, которые стоят по городу, терминалы, можно и там воспользоваться. То есть это очень удобно. Терминалы бесплатно, да, абсолютно. Я как бы просто. Да, кстати, вот информаты.
Говорят, что можно с помощью них сделать абсолютно все. Вызвать себе такси, найти адрес того или иного ресторана, гостиницы, я не знаю, здания, музея. Насколько это все работает, насколько это все востребовано среди людей и что нужно, чтобы это как-то вот популяризировать и настраивать на то, чтобы люди активно внедрялись, активно пользовались теми ресурсами, которые предоставляют. Ну, правильно, да. Вы знаете, это задача нас, органов власти, для того, чтобы вовлекать население, найти такие механизмы и мотивы для людей, чтобы они больше пользовались. Первое – это бесплатность, конечно, чтобы человек ничего не платил в обмен на эти удобства. Не покупал их, а просто вот приходил, как мы пользуемся, вот фонтанчик с питьевой водой. Захотел пить, я напился. Да. То же самое здесь должно быть. Но востребовано это, я думаю, чем дальше, тем больше будет. Потому что, я же еще раз говорю, это экономия времени, это экономия нервов, в конце концов. Это современные такие навигационные технологии, когда ты, сидя дома или сидя вот здесь на лавочке, ты можешь целый ряд задач решать. Вот пока я ждал, допустим, здесь в очереди своего интервью, да, я уже с помощью своего айфона какие-то свои, так сказать, локальные задачи, свои личные, я вот там вот в тенечек стал, я их порешал. Это очень удобно. Да. Поэтому, говорить о востребованности, я думаю, что мы должны сами почувствовать вкус. И тот факт, что число пользователей растет, у нас каждый день прибавляется десятки, а то и сотни пользователей вот этой услуги. Это говорит о том, что вещь очень востребована. Леонид Яковлевич, вот уже много средств массовой информации освещали. У нас открылся IT-парк «Алания», бизнес-инкубатор. Рассказывали много о нем, что он из себя будет представлять. На деле, в итоге, что получилось, что это такое, как это выглядит и кому можно претендовать на место, как говорится, под солнцем. Ну да, это сделано было в первую очередь для того, чтобы привлечь сюда вот те компании, которых у нас несколько десятков, которые сейчас где-то раскиданы по городу. И неизвестно, на каких условиях или арендуют, или там в другой форме оплачивают, так сказать, свое пребывание в этих местах. Мы для них создаем здесь льготные условия. Почему называется инкубатор? Да? Потому что там льготная арендная плата, там не надо платить за услуги связи, там централизованная охрана, централизованная служба там, обеспечения, поддержки и так далее, и так далее. Значит, в рамках конкурса, который, по-моему, сейчас уже завершается, мы объявили конкурс на резидентов этого IT-парка. Да, те, кто проходит конкурс, выдерживают условия, они туда заселяются. И получают вот эти выгоды, эти льготы, о которых я говорю. Это дает возможность им, плюс, которая централизованная льгота, это налог на доходы физических лиц, так называемый единый социальный налог, который получают IT-компании в зависимости от численности. Это очень большой стимул и мотив для того, чтобы эти наши фирмы под одной крышей, в одном месте работали более продуктивно, результативно. И задача наша, чтобы они не только вот продавали свои продукты, которые они создают, и интеграционные здесь в республике, а чтобы они их продавали по России, вообще в идеале, чтобы они их продавали за рубежом. И на спрос на наши, так сказать, на нашу продукцию, IT-продукцию, она есть. Я знаю, интересуется Москва, интересуется Калуга. Более того, я сейчас в Югре разговаривал, какие-то я вещи там анонсировал. Они говорят, мы с удовольствием приедем, посмотрим и, возможно, подпишем соглашение о сотрудничестве. Леонид Яковлевич, вот вы рассказали про проекты, которые уже действуют, какие-то в тестовом режиме, а может быть вы немножко откроете занавес такой, что, поделитесь. Может быть, есть уже, что не запустили, чего ждать людям, какие еще инновации ожидаются? Ну, я не знаю, вы меня подталкиваете к таким нельзя, я боюсь. Чуть-чуть расскажите нам, вот все-таки что еще изменится? Ну, тогда, знаете как, вот мечта, моя мечта. О чем я мечтаю, и когда это реализуется, состоится, я буду чувствовать себя очень счастливым. Вот мы сидим сейчас, да, это студия ТВ Осетия, да? Да. Моя мечта, чтобы это стал спутниковый канал. Мы тоже об этом мечтаем. Ваши слова Богу выше, да. Пока все идет, вот по дереву постучу, пока все идет так, как мы планировали, как мы задумывали. И, ну, не буду загадывать, все зависит от решения на федеральном уровне. Во всяком случае, у нас полный контакт с Минсвязи, они знают, что у нас происходит. И в какой-то такой благоприятный момент, который я его уже так в контурах вижу, мы это наше телевидение, ТВ Осетия, мы его поднимем на спутник, и оно будет вещать на весь мир. Мы тоже очень надеемся. Я думаю, что Я тоже стану счастливым. Да, вся наша команда Осетия ТВ будет только этому рада. Будем стараться работать. И завершая нашу такую теплую беседу, хочется попросить, чтобы вы
как и другие наши гости, поздравили горожан с праздником. Сегодня 230 лет Владикавказ отмечает. Вот немного Ваши от вас пожелания. теплых и добрых слов. Ну, с удовольствием это делаю, потому что для меня это родной город, я в нем вырос, я в нем живу и надеюсь, что буду еще долго жить. И всем желаю жить долго, счастливо в Владикавказе, чтобы вот такая погода, но если даже тучи, все равно настроение у горожан должно быть радостное, такое светлое, город к этому располагает. Пусть цветет, развивается вместе со всеми жителями, дружной семье. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Мы завершаем этот блог. И сейчас я хочу предложить вам небольшой информационный сюжет, который дополнит нашу беседу и расскажет, в принципе, о том, что такое информатизация и как Владикавказ в этом направлении развивается. Все, внимание на экран. В Северной Осетии начала свою работу система «Народный контроль». Этот ресурс позволяет в кратчайшие сроки выявить и исправить несовершенства города и республики в целом. Очень тяжело достучаться до правительства, до каких-то высших инстанций, и вот, наконец-то, я вот сейчас почитал, девочка мне тоже объясню, очень удобно в плане того, что вы никуда не посылать, никуда. В одно место все отсылаете. Ребята сами все делают, отсылают ваши вопросы, и они рассматриваются. Что еще надо? Народный контроль создан по инициативе нашего правительства. Есть постановление о информационной системе «Народный контроль». В этой системе привязаны ответственные исполнители всех министерств. Вот этот участок дорожный, он очень важен для нашей республики. Но вы видите, тут нет никакого благоустройства, тут неприятный запах, везде валяется мусор. И такое ощущение складывается, как будто так и задумано. Проблем скопилось немало. Вот что думают о состоянии некоторых объектов нашего города сами жители. Добро пожаловать в наш народный туалет типа сортир. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь бесплатно. Теперь о том, что волнует, можно сообщать на сайт системы «Народный контроль», где заявление автоматически попадает в нужный раздел. Процесс регистрации занимает всего пару минут. Для того, чтобы разместить заявление на сайте «Народный контроль», необходимо установить на своем гаджете одноименное приложение, сфотографировать или снять на видео причину вашего недовольства, прикрепить фотоматериал к заявке, обозначить место на карте и отправить заявление на сайт. Там оно подвергается обработке специалиста-оператора. За решение каждой проблемы, в зависимости от ее характера, отвечает определенное ведомство республики. Я бы хотел обратиться к жителям республики с тем, чтобы они активно пользовались. И с одной стороны, это возможность участвовать в управлении теми процессами, которые происходят у нас и в экономике, и в социальной сфере, потому что через этот сайт можно обращать внимание чиновников на какие-то их недоработки, недоделки, на проблемы, возникающие у нас в быту, так сказать, и в социуме. И не просто обращать внимание, но активно воздействовать, потому что, сообщая о какой-то проблеме через сайт, вы совершенно не должны думать о том, что это не дойдет адресно до того человека или руководителя, который отвечает за решение этой проблемы. В течение 10 дней заявлению присваивается статус. Это или мотивированный отказ, или уже в работе, или в режиме ожидания. Комитет республики по связи и информационным технологиям совместно с оператором системы «Народный контроль» каждый месяц направляет в правительство Северной Осетии отчет об информации, предоставленной пользователями сайта. Залина Губурова, Валерий Гадзиев, Осетия ТВ. Повышение интерактивности среды, создание коммуникационных возможностей. В IT-парке «Алания» прошла презентация новой информационно-коммуникационной системы. Подобрать максимально удобный маршрут, заказать столик в кафе или ресторане. Более 40 интерактивных сервисов предлагает новая информационная система «Открытый город». Разработанная в Северной Осетии система уже сегодня располагает самой полной базой данных. Государственные, муниципальные, социальные и культурные объекты городской инфраструктуры доступны по одному клику. Активное развитие туризма на Северном Кавказе может сделать открытый город незаменимым. На сегодняшний день я могу сказать о том, что этот продукт это новое поколение информационно-коммуникационных сервисов. Само название «Открытый город» оно говорит о том, что мы попытались сделать городские не только места для проживания удобными, комфортными, не только
с целью получения информации, с целью взаимодействия с объектом. Системой можно воспользоваться через компьютер с доступом в интернет. Созданы мобильные приложения для платформ Android и iOS. В будущем планируется поддержка Windows Phone. Помимо информатизации, система предлагает и уникальные возможности для бизнеса. Мы полагаем, что система может помогать развивать бизнес и туристический в том числе. Во-первых, это работа с картами, то есть это позиционирование выгодное на карте того или иного населенного пункта. Это классификатор, когда бизнес может найти своего партнера. Один бизнес может найти бизнеса в своей нише, либо в другой нише, используя справочную систему «Открытый город». Функционирующая на республиканском уровне система «Открытый город» в перспективе может расшириться до масштабов страны. Артем Балатаев, Тимур Мазаев, Осетия ТВ. И это снова Осетия ТВ, прямой эфир нашему городу Владикавказу 230 лет. Георгий, этот год в России объявлен годом культуры. Очень много проектов реализовано, и очень приятно, что они реализуются с детишками. Да. О развитии культуры в Северной Осетии мы сегодня хотели бы поговорить с директором Русского театра имени Вахтангова Владимиром Уваровым. Здравствуйте, с праздником вас! Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, что у нас вот сегодня во Владикавказе культурного проходит, масштабного, интересного? Что ждет в ближайшее время горожан? Я очень большой патриот нашего удивительного, прекрасного, замечательного, наверное, самого красивого и самого лучшего города. Поэтому я всех нас поздравляю с потрясающим праздником, с днем рождения города. Спасибо. У нас не могло быть плохо, потому что само величие природы, сама вот эта красота, в которой мы живем, она не может
не способствует тому, чтобы мы были лучше, ярче, умнее, талантливее, Да. если говоря о годе верно. культуры. Поэтому мы в совокупности с природой. Поэтому мы, как говорится, не можем не быть сегодня в таком великом эмоциональном порыве. Ну и еще, вот вы задали вопрос о культуре. Вот я хочу, во-первых, сказать огромное вам спасибо за ваш талант, за вашу смелость, за ваше дерзновение, за ваше новаторство. Потому что то, что происходит сегодня вот здесь, говоря о культуре, говоря об уровне, это настолько здорово. Это впервые вот в таком формате проходит, да? Ну, вы знаете, это просто потрясающе. За вашу смелость, за то, что мы уровнево, мы действительно столица. Вот все, что мы видим здесь. Потому что раньше ведь были как? Стереотипы, да? Сегодня вы бы взяли у меня интервью где-нибудь в студии, Кондова и так далее, и так далее. А вот это вот не боясь, ходят люди, гуляют, красивые, счастливые, видят это, никто, наоборот, все вот объединены. Говоря о годе культуры, знаете, мне бы не хотелось о скучных цифрах говорить. Если говорить об уровне, о таком творческом, об уровне вообще развития культуры, мне кажется, что мы сегодня соответствуем названию города Владикавказа, который по названию владеет Кавказом. И в культурном смысле тоже. Начнем с того, что если говорить о нашем театре, вот сегодня у нас в гостях и ставит спектакль Марк Григорьевич Розовский, художественный руководитель театра у Никитских ворот. Это знаковое событие не только для нашего театра, но и для культуры Осетии, да и вообще Северного Кавказа в целом. Не каждый раз режиссер такого уровня, такого масштаба приезжает и ставит. Мы ставим такую культовую вещь Павла Санаева. А Павла Санаева, это внука Всеволода Санаева, «Похороните меня за плинтусом». Недавно мы были в Черкесске, играли там, давали там спектакль «Последние» Горького. Я счастлив похвастать, если можно. Вы мои друзья, поэтому позвольте мне немножечко и похвастать. Когда было сказано на самом высоком уровне, что вы лучший театр, который мы видели за последние годы, и это лучший спектакль, который мы видели вообще за последние годы. Я горд, я счастлив. Мы приглашены с этим спектаклем на фестиваль фестивалей в город Владимир, где будем представлять не только русский академический театр имени Вахтангова, а культуру Осетии в целом. А фестиваль фестивалей почему? Потому что там будут представлены только участники, только победители уже существующих фестивалей. Далее мы планируем обменные гастроли с Владимиром. В сентябре к нам приезжает хороший театр Ульяновский на гастроли. Добро пожаловать. Гастролировать будут в помещении нашего театра. Ну, в общем, такие, знаете, планов очень много творческих, применимо нашего театра. Что касается других, вот я знаю, что сейчас начинается уже традиционный фестиваль в гостях у Ларисы Гергиевой, где приедут действительно многие такие таланты, которые своим присутствием могут сделать честь любому мегаполису. А они у нас будут на наших площадках выступать. Это очень здорово. Я знаю, что Остинский театр готовится поехать на гастроли в Абхазию, в Сухуми. То есть это вот что касается, вот знаете, культурной жизни республики, она действительно живет. Мы живем. Я горд тем, что у нас аншлаги. Я горд тем, что меня встречают на улице и говорят: Владимир Иванович, а что у вас вот будет идти вот в ближайшие дни? Я говорю, вы знаете, мы сезон закрыли. Как? Я говорю, до осени. Не знают, что в конце. Да. Да, я соглашусь с этим, потому что я сам недавно с супругой посещал ваш театр. Она у меня раза 3 расплакалась во время спектакля. Душа очищалась. Я считал, да? Да, я насчитал. 3 раза, да? Очень неудобно от людей. А потом понял, что это очищение душевно. И все больше и больше молодежи мы видим там. И это очень хорошо. Кстати, Вам да. спасибо. Кстати, да.
что не горят планшетки, телефоны. Все, человек отключает, сидит и смотрит спектакль. Да, какой-то Это вот сейчас благодаря. очень на самом деле часто заметил, что именно молодежь, она приобщается к культуре, старается все больше и больше прикоснуться вот к тому, что сейчас делается. Вам, конечно же, за это огромное спасибо. Тоже очень частый гость театра. Спасибо. И я вот поклонница, особенно вот «Сосед и соседка». Для меня это что-то, вот не знаю, этот спектакль. Я его обожаю, это для меня что-то такое особенное. Ну да, И там актеры каждого. вообще, мой поклон каждому из них. Владимир Иванович, вот хотелось бы еще с вами поговорить о культуре мы приобщаем детей, и что делается, вот, может быть, театром. Я знаю, что в театре для ребят какие-то... Очень большой репертуар, очень большой репертуар. Во-первых, традиционная новогодняя сказка. Очень красивая, очень яркая, очень эмоциональная. Вообще на нее денег никогда театр не жалеет, на создание сказки. Никогда. Потому что я всегда считаю, и не только я, это мнение любого нормального творческого, скажем, коллектива, что для детей надо делать лучше, талантливее. Потому что дети, во-первых, не терпят фальши. Да, они Если есть, дети они увидят чувствуют. полуфабрикат, какую-то недоделку, становится их не обманешь. Детишки проголосуют тем, что будут говорить: мама, хочу в туалет, или или хочу домой, или хочу пить. Дети встанут и уйдут. Им не скажешь: сиди, деньги заплатили, сиди до конца. Ребенок уйдет. Всегда я вообще считаю, что зрители голосуют ножками. За уровень развития театра, за сегодняшнюю твою составную, зрители голосуют ножками. Вот видишь аншлаги, значит правильно, Значит, живешь, правильно развиваешься, Значит, всё. правильно строишь репертуар, правильно приглашаешь режиссуру. Вот сейчас мы будем проводить очень интересный, кстати, как у вас впервые, я вас приглашаю, кстати, на наше впервые. На наше впервые, наш ответ вам. Мы с У нас удовольствием будет придем. лаборатория такая Олега Лаевского. Это очень известный в театральном мире человек. Очень интересный проект. Он впервые вообще, наверное, на Северном Кавказе. Ну, Расскажите, вернее, не что наверное, а точно, Да, что абсолютно. это? Поподробнее. Значит, приезжают 3 режиссера. Мы прочитали порядка 50 пьес по списку Лаевского Олега. Выбрали из этих пьес, выбрали 3, на наш взгляд, самые интересные. Ну, например, одна из них, скажем так, «Метод Гранхольма». Это потрясающе интересная пьеса. Современная драматургия. И к нам приезжают 3 целиком за счет финансирования Российской Федерации, Министерства культуры России. И приезжают 3 молодых режиссера, талантливых, которые берутся и делают в течение 5 дней. Это не театр времен Скоморохова, когда актеры за 3 дня выпускали спектакль и ходили, и им текст подсказывали. Или ходили с листками. За 3 дня буквально, или за 5 дней делается 3, такое, знаете, эссе, наброски спектаклей. Ну, вроде такая презентация режиссуры. Зарисовочка. А вы, дорогие, ну, зарисовка, да, может быть. А вы, дорогие, голосуете, мы ставим, грубо говоря, 3 банки 3-литровых. И вы приходите, и вы голосуете, смотрите увиденное, бросаете записки, продолжить работу над данной пьесой с данным режиссером. Забыть как кошмарный сон. Ну, 3 я уже не помню что. В общем, вот такая вот штука. И если кто-то из этой режиссуры понравится, тогда мы уже с ним, естественно, ведем переговоры о том, что он приезжает, уже договариваемся о гонораре, который он просит, и уже приглашаем его на постановку. С одной из таких девушек я уже поговорил. Она очень хочет приехать во Владикавказ, она уже в обойме 3 режиссеров. Это человек, который выпускник мастерской Петра Фоменко. Это уже о чем-то говорит, это уровень. Которая ставила в Амхате у Табакова, которая ставила у Кости Райкина в Сатириконе. И она с удовольствием к нам приедет. Ставила «Мама, папа, я собака», ставила в сатире, в сатире в «Современнике», в «Современнике» ставил. Вот такого уровня режиссер. То есть это, знаете, дорогие мои, это тоже говорит о том, что к нам едут, наш уровень уже знают.
Да. Если уж говорить о культуре Осетии в целом. К нам едут с удовольствием, к нам хотят приехать. Это очень здорово, Да, на самом это деле, очень это очень важно. хорошо. Мы пробили вот эту информационную блокаду, которая когда-то, помните, была 100 лет назад, когда Плохие говорили, новости, а к вам не Владикавказ. страшно ехать? Когда пытались создать такой негативный образ Осетии, а сейчас он позитивный, сейчас он прекрасный. Я вообще, знаете, человек очень романтичный. Я вот хожу по городу, мне все нравится, он хорошеет с каждой минутой. Вот настолько, я правда, я вот такой вот восторгающийся человек. Я хожу, мне нравится все, мне нравится, как фонтаны, как вот люди гуляют, вот смотрите, какая красота. Конечно, это очень Мне все нравится. Город не может хорошеть отдельно, без какого-то духовного подъема, без культурного подъема, без эмоционального подъема. Все это очень связано. Мы открываем новые памятники, потому что мы сегодня понимаем самую главную истину, что народ, значимость, величие народа определяется по ее отношению к своей истории, к памятникам старины. У нас, я вот был 5 лет в парламенте, как я хотел, чтобы появился памятник Евгению Багратионовичу Вахтангову. Он появился. Низкий поклон администрации местного самоуправления. Появился памятник Пушкину, который я, кстати, тоже был на открытии. Памятник Михаилу Афанасьевичу Булгакову, я был на открытии. Я вот Сергея Шамильевича уговариваю, мечта моя, поставить памятник вам, дорогие, вам, живущим при жизни. Георгий, супруги твоей замечательной, эмоциональной, при жизни. А памятник я хочу поставить около Русского театра, который бы назывался так: памятник зрителю. Чтобы какая-нибудь стояла трогательная девушка с сумочкой в шляпке, и чтобы протягивала руку и спрашивала: дорогие, нет ли лишнего билетика? Вот чтобы сюжет на памятник вот так был. Очень романтично. Да, город развивается культурно, но я думаю, что все равно есть какие-то упущения. Хотелось бы о них тоже поговорить. Как вы думаете, чего не хватает в культуре сейчас? На что бы стоило обратить внимание? И, может быть, вот этот пробел как можно быстрее заполнить? Родные мои, всегда чего-то не хватает, понимаете? понятно. Человек живет все лучше и лучше, а ему кажется, что еще надо, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Конечно, нам хотелось бы больше иметь возможности, больше гастролировать. А гастроли это финансы. Хотелось бы, конечно, чтобы зарплата была у работников культуры повыше, чтобы люди не бегали, знаете, в поисках рубля, в поисках вот туда, а чтобы они больше отдавались творчеству. Конечно, мы не можем конкурировать с кино. Это трагедия. Это особенно в московских театрах и в театрах рядом с Москвой. Там трагедия, потому что все бегут из театров сниматься. Пусть в ерунде, пусть мерзко и противно, пусть стыдно, но зато денежно. Знаете, как Гоша Куценко, когда приехал, мы вот такой продолжаем осуществлять программу, которая раньше называлась по психологической реабилитации детей Беслана после беслановской трагедии. А сейчас мы по-другому, время прошло, мы называем просто театр детям Беслана. И вот по этой программе к нам приезжало очень много талантливых коллективов. Очень много, очень много. И «Эцетера» вместе с Калягином, и театр Станиславского и Немировича Данченко, и лицедеи, и датчане, «Корона ля Баланс», и Самарт, из Самары, и из Екатеринбургский ТЮЗ приезжал. Вот сейчас приезжал Марк Розовский с театром у Никитских ворот, приезжал Гоша Куценко. И вот с Гошей Куценко, когда мы приехали в первую школу Беслана, он сказал: вы знаете, я так хочу работать в театре, я так люблю театр, я не люблю кино, но я вынужден работать в кино, потому что я зарабатываю деньги. Вот и ответ, чего не хватает культуре. Да. Хотелось бы, конечно, чтобы это было, чтобы та степень отдачи, с которой живут
и умирают на сцене, а по-другому в театре нельзя или на театре нельзя, чтобы эта степень отдачи была адекватна уровню финансирования. Я с вами согласна. Ну, сейчас эфир мы хотим продолжить. Наши корреспонденты Осетия ТВ подготовили как раз про культуру, про развитие культуры Северной Осетии, небольшие материалы. И сейчас все внимание на экран. На протяжении 3 месяцев среди хоровых коллективов школ города проводились соревнования. В них приняли участие 49 школ, в финал прошли только 5. В жюри конкурса были приглашены заслуженные деятели искусств России и Северной Осетии. В каждой команде был прикреплен наставник, который помогал юным дарованиям готовиться к выступлению. У меня команда с 7-й школы, эти ребята совсем недавно начали петь, многие только учатся, но они уже показывают очень большие результаты для того уровня, который они показывают. И мне очень импонирует работать с ними, они очень талантливые, и думаю, они будут сегодня звучать лучше, чем я. Мероприятие такого формата проводилось впервые. Результаты превзошли все ожидания. В самые короткие сроки учителям музыки удалось подготовить своих воспитанников, которые с радостью приняли участие в битве. Было все – радость побед, слезы поражений, овации зрителей. Это стоило нам очень больших нервов, мы переживали, но все отлично, мы в финале. Очень много девочек, мальчики, 3 мальчика. Им, наверное, очень тяжело, но мы очень дружные. Дети ближе к искусству, что ли, так сказать. Коллективизм, дух коллективизма, дружбы, чувство победы, уверенности в себе – это очень важно. Хор – это не просто единение голосов, это единение душ. Дети получили положительные эмоции, познакомились с жанром хорового пения. Победителем битвы стал коллектив 41-й школы, завоевавший поездку в детский оздоровительный лагерь «Барс». Организаторы надеются, что в следующем году конкурс будет проводиться в республиканском масштабе. Мадина Асханова, Валерий Газиев, Осетия ТВ. Мы находимся на закрытии кинофестиваля «Золотой клык». Это первая и единственная премия в мире, оценивающая работу животных киноактеров. И сегодня мы узнаем имена лучших. Фестиваль «Золотой клык» подошел к концу. Организаторы плодотворно провели время. Кроме показа конкурсных кинолент, актеры и каскадеры устроили творческие встречи. Единственный наш фестиваль, он вот сама по себе работа его заключается еще из встреч, которые у нас были. А мы встречались, мы ездили в детские дома, мы ездили в художественную школу, в театр, мы встречались со студентами города и так далее, и так далее. И, естественно, выезжали на радио, на телевидение и так далее, и так далее. И очень много показали нам из своего искусства сами осетины. Я, например, на открытии увидел ансамбль «Дети гор». Ну, это просто класс. Мы как гости и как участники получили огромное удовольствие. За вклад в детское кино статуэтку получил киножурнал «Ералаш», художественный руководитель Борис Грачевский. Лучший зарубежный фильм «Боевой конь», режиссер Стивен Спилберг. В номинации «Четвероногий актер» призером стал Боров по кличке Мальчик, снявшийся в картине «Олимпийская деревня». Лучшим фильмом была признана кинолента «Все включено». Сава торжественный. Сава только что стал лауреатом 6-го кинофестиваля «Золотой клык». Вот. До этого он был лауреатом кинофестиваля «Донбайское эхо». И теперь ему прибавится еще прибавка, помимо Сава Донбайский, Сава Осетинский. Самое главное, очень нравятся дети.
дети хорошие, вот оно, зал всегда чувствует. Иногда, чтобы в зал вести такую сложную программу, кого-то одного выбираешь, на него смотришь, устает этот человек или не устает. С зверьми очень трудно рядом находиться, потому что они тебя всегда переигрывают, и все внимание идет на них, и как-то на нас, актеров, уже двуногих, меньше внимания обращают. Но я думаю, что это хороший фестиваль, он добрый, во-первых. Он радость принес и детям, потому что были по детским домам, ездили. Детишки, мало радости, у них нет близких, родных. Конечно, для них вот эти вот животные дали какое-то им тепло, они что-то почувствовали. Для них это был праздник. Это самое главное. 6-й по счету кинофестиваль «Золотой клык» подошел к концу. Победители определены. Зрители получили массу положительных эмоций. Мы надеемся, что Осетия еще не раз примет у себя подобных гостей. Мадина Асханова, Самас Шипшев, Осетия ТВ. Прямо под открытым небом на театральной площади Владикавказа проходит 7-й фестиваль хорового искусства. Этот восхитительный праздник талантов в этом году приурочен ко Дню славянской письменности. Владикавказ стал одним из 5 городов России, попавших на прямое включение на Красную площадь. Дети Осетии в едином порыве воспевают надежду, мир и дружбу между народами. Для Москвы повторить одну песню. Не против? Славься, Глинка! Отчизну свою, район, того никогда не забудет народ. Славься, славься, без рода в род. Славься, великий наш русский народ. Работа свернувших на край родной, грози беспощадно могучей рукой. Состав хора формировался очень просто. Хоры музыкальных школ, школ искусств, хоровых школ нашего города и вообще республики. Пригласили несколько общеобразовательных хоров, общеобразовательных школ. Это 30-я школа, они всегда каждый год показывают высокие результаты на конкурсах. 45-я общеобразовательная школа. Из Архонки 2-я школа, из Беслана школа «Память» общеобразовательная, из Ардона, из Алагира общеобразовательная школа. В общем, 5 или 6 общеобразовательных тоже подключились к нашему фестивалю. Выступление, подобное этому, я думаю, это только начало. Мы можем даже, если поскрести по сусекам, можно набрать даже и больше в музыкальных школах нашей республики. Я думаю, это только начало большого-большого пути в этом искусстве. Сложно только немного технически, потому что хор сводный, который 1146 человек, они все здесь, они готовы петь, но то солнце, то дождь. Но однако фестиваль идет, 7-й фестиваль детской хоровой музыки, и мы блестяще спели для Москвы. Наши 2 песни передали в Москву на Красную площадь. «Надежда» Александры Пахмутовой и «Славься» Михаила Глинки. Счастливый.
был такой опыт, мы пели в Италии, когда в поездке были. Там пел 3 хора, пели на фестивале. Было очень тяжело, потому что не было слышно никого. И не очень приятно из этого петь. Но это с опытом приходит, и можно уже привыкать к этому. Что работают творческие площадки, художники создают интересные рисунки. И вот мы напроказничали, как малые дети, и оставили частичку Осетии ТВ на Владимире Уварове. Ну, это частичка ровно до первого крана. Ну и хотелось бы, чтобы вы, Владимир Иванович, пожелали что-нибудь нашему городу, жителям Владикавказа, потому что вы такой романтик. Я думаю, вы нас желаете только хорошего. Спасибо, что мы такие хорошие и что мы живем здесь в таком близком друг к другу ощущении родства, дружбы, любви. Не хочу говорить это новомодное слово толерантности. Знаете, мне очень понравилось, как сказал недавний наш гость, у нас начиналось празднование театрального училища, 100-летие театрального училища имени Щукина. И как сказала Максакова Людмила, актриса театра Вахтангова, а почему именно с Владикавказа? Она сказала, потому что для нас Владикавказ начало всех начал. Здорово. Потому что здесь родился Вахтангов, здесь родились Симоновы. Вот, дорогие, счастья нам, любви, мира. Да, и не будем это забывать. Всего самого лучшего. И пусть мы будем хорошеть вместе с нашим городом, а город вместе с нами. Спасибо. Я напомню, в гостях у нас был директор Русского театра имени Вахтангова Владимир Уваров. А сейчас небольшая музыкальная пауза от наших дорогих музыкантов Wild Honey. Мы вас приглашаем. Ура! When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, they will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a light that they will see. They will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. They will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
speaking words of wisdom. Let it be, yeah, 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 yeah. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. There will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. И сейчас у нас в студии на импровизированной сцене небольшой подарочек для всех телезрителей Осетия ТВ. Сегодня к нам пришли поздравить город с 230-летием молодые КВНщики. Это чемпионы Всероссийской лиги КВН и ее маленькая часть, так сказать. Это сборная Заводского. Они стали недавно чемпионами Северо-Осетинской школьной лиги КВН. Все, внимание на сцену. Здравствуйте, дорогие владикавказяне! Мы поздравляем вас с Днем города, друзья! Стой, Аршер! Ты не обязан этого делать. В смысле? Почему мы, жители Заводского, должны поздравлять Владикавказ? Ну, Рустам! Они хоть один раз нас поздравляли с Днем Заводского, а? Ну, Рустам, прекрати! Людям же приятно, когда их поздравляют заводские дармоеды, сердцееды. Ре-мажор! И на этой позитивной ноте мы начинаем! Итак, все мы знаем, как пользуются влажными салфетками девушек. Но мало кто знает, как пользуются влажными салфетками мужчины. Каждый работает как может. Давай копай! Я устал! Копай, я сказал! У меня руки А ну болят. копай! Ты можешь поменяемся? Давай! Давай копай! Я устал! Копай, сказал! Случай в темном переулке. Вот так это и было, Людмила! Людочка! Людочка! Я Ибрагим. Вау! Чего ты раньше не сказал? Да ты просто интересно рассказывал. Случай во дворе. Ага! Что случилось? Он окно разбил! Что? В полицию! Я не хочу в полицию! Как не хочешь, давай в полицию! Случай в семье. Дорогая, может быть, пойдем в ресторан? Не, давай лучше в кино. Ну, давай в ресторан. Не, ну давай в кино. Так, давай мужик будет решать, куда нам идти. Давай. Мужик, куда нам идти? Иди в баню. О, в баню, пойдем. Украинская версия игры в мафию. Город засыпает. Просыпается Крым. Крым делает свой выбор. Крым выходит из игры. Следующим просыпается Аляска. Осетин в Турции. Подходим, покупаем арбузы, фрукты, сладости, пряности, конфеты. Подходим. Мужчина, отойдите от шведского стола. Вот и подошло к концу наше выступление. Мы поздравляем вас с Днем города и желаем вам, чтоб у вас, вот чтоб как надо, вот чтоб от души, вот короче, чтоб желаем вам. И что ты сказал? Я сказал, дорогие друзья, читайте побольше литературы, тем самым пополняя свой словарный запас. Спасибо. Ты знаешь, у нас сегодня в гостях очень интересный человек.
Ей приходится работать с детками не совсем такими, как мы все. Дети, которые немного отстают в развитии. С нами Алена Рамонова, руководитель Республиканского ресурсного центра по развитию инклюзивного образования. Здравствуй, Алена. Здравствуйте. С праздником вас. С праздником, Алена. Знаешь, сейчас очень много делается для развития детей. Очень много всего. Спорт, площадки всевозможные, культурные, все делается. Но, конечно же, нам не стоит, мы не имеем права забывать о детях, которые немножко не такие, как все, и которым нужна помощь. И вот вкратце расскажи, пожалуйста, что такое инклюзивное образование, что делается для этого, и как можно вот таких детишек адаптировать для, наверное, учебы с детьми нормальными. Инклюзивное образование – это образование детей, совместно детей с нарушением развития, с особыми возможностями здоровья, совместно со своими условно-нормативно развивающимися сверстниками. Да? Инклюзивное образование – это образование без дискриминации, образование независимо от возможностей, от потенциала. Это условия, которые должны создаваться для каждого человека в нашем обществе. И если говорить об инклюзивном образовании, я бы, наверное, рассматривала это понятие немного шире. И я бы говорила об инклюзии как о неком социальном процессе. Это не только включение ребенка с ОВЗ в школьный процесс, да, в процесс обучения. Это включение ребенка, включение другого, независимо от возраста, да, в общество. Возможность быть не рядом, а возможность быть вместе, возможность вместе что-то производить, возможность вместе что-то создавать и, может быть, в некоторых случаях что-то разрушать. А если говорить о республике, то сейчас у нас очень многое делается для детей с особенностями в развитии, с особыми возможностями здоровья, в том числе и в школах, в том числе и в дошкольных учреждениях. Максимально наш ресурсный центр создан Министерством образования. Максимально мы стараемся организовать среду удобной, среду доступной, среду, создающую условия для развития. Если мы говорим об инклюзивном образовании, мы не должны, как мне кажется, да, ставить целью получения аттестата с отличием. Если мы говорим об инклюзивном образовании, мы должны ставить целью создания условий, в которых каждый может реализовать тот потенциал, который у него есть. И если потенциал человека, да, останавливается на том, чтобы, не знаю, научиться каким-то социально-бытовым навыкам и на этом, да, вот, возможности, да, останавливаться, то мы как общество обязаны создать все необходимые условия для того, чтобы весь внутренний потенциал был. Спасибо, Алена, огромное, что нам рассказала. Вкратце, вот, к сожалению, да, у нас режим времени ограничен, поэтому хотелось бы попросить тебя поздравить горожан с таким праздником, пожелать им чего-нибудь. Любимый город с праздником. Горожане, дорогие жители Владикавказа, гости Владикавказа, пожалуйста, помните, Владикавказ – это каждый из нас. Работайте над собой, меняйтесь к лучшему, стремитесь к чему-то высокому, и тогда город будет меняться вместе с нами. С праздником! Спасибо большое, Алена. И сейчас небольшие материальчики в работах наших корреспондентов. И давайте посмотрим, что все-таки делается для детей, чем они занимаются. И, в общем, да, все внимание на экран. Самая длинная трасса на Северном Кавказе, меняющаяся конфигурация, профессиональные инструкторы. 30 мая во Владикавказе открылся картинг-клуб «Форсаж» при автошколе ДОСААФ. Право разрезать красную ленту было предоставлено председателю правительства республики Сергею Такоеву, который в свою очередь уступил его ветерану Великой Отечественной войны Яхья Ходонову. Сегодня еще один этап, и очень радостно, что это в преддверии Дня защиты детей у нас послезавтра. Хотя это мы должны делать 365 дней в году, но отмечается почему-то 1 июня. И поэтому детки, которые будут учиться с юных, вообще малых лет вождению, будем уверены, что они будут надежно защищены, когда вырастут и сядут за большие машины. Я поздравляю с сегодняшним мероприятием, желаю всем успехов. Картинг-клуб появился по инициативе правительства Северной Осетии. Компания «Дорстройсервис» построила трассу совершенно бесплатно. Адреналин, который сидит в молодом человеке, который никто не отменял, он требует выхода.
И для того, чтобы был этот выход, да, мы должны людям давать возможность это сделать. И вот именно вот эти картинг-клубы и вот секции подобные, у нас сейчас и джип-триальщики, ребята здесь на нашей территории располагаются. Это все именно делается для того, чтобы в рамках, ну, скажем, под контролем, под руководством нормальных, грамотных инструкторов, именно давать возможность людям развиваться в этом направлении. Помимо того, что это спорт, помимо того, что это подготовка водителей, это великолепный семейный отдых. Вчера, когда мы опробовали эту площадку, ну, перед открытием, то вот здесь собралось человек 20, все взрослые мужики, причем были профессионалы, джиперы наши и так далее. В общем, мы чуть не подрались тут за эти картинги. Длина трассы сейчас составляет 400 метров. В распоряжении клуба 4 новых карта. Карт – это простейший гоночный автомобиль. Именно с таких машин начинали свою карьеру многие прославленные гонщики ралли и Формулы-1. Не стоит обманываться внешне игрушечным образом. На деле такой аппарат развивает совсем не шуточную скорость. Картинг-клуб «Форсаж» – это и развлекательный, и спортивный центр. В клубе работают профессиональные инструкторы. На обучение принимают детей любого возраста. К сентябрю трассу планируют расширить. Количество картов доведут до 20. Сабина Лаборова, Тимур Мазаев, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. Вас приветствует Владикавказская детская железная дорога и поздравляет всех с праздником. Юные железнодорожники, новые пассажиры, развлечения и детские улыбки. Во Владикавказе открылся новый сезон работы Северокавказской детской железной дороги. Здесь собирается сейчас очень много пассажиров, детей, взрослых. То есть придут все те школы, где мы работаем. Придут ребята, которые хотят, наверное, все-таки правильно сказать, хотят быть железнодорожниками. Что еще можно сказать? Ну, наверное, то, что это будет большой, грандиозный, веселый праздник благодаря очень хорошим ребятам из планеты развлечений. Малую железную дорогу построили почти полвека назад. Ее протяженность более 2 километров. Небольшие вагончики курсируют от водной станции до мемориала славы. Я знаю очень много правил, очень много хороших вещей о том, что как надо себя вести на взрослой железной дороге, как надо себя вести в повседневной жизни на железной дороге. А также это большая радость работать со своими коллегами, друзьями, со старшими инструкторами и начальниками. Здесь все по-настоящему, только вместо профессиональных работников у руля школьники. Ребята могут попробовать себя в роли проводника или водителя тепловоза. Кстати, в этом году руководству железной дороги удалось приобрести новый вагончик. Это значит, что маленьких пассажиров станет еще больше. Ирина Забаева, Алла Венедиктова, Осетия ТВ. Что дальше, Лена? Георгий, пока мы с тобой тут 2,5 часа прохлаждаемся под таким замечательным шатром, наши корреспонденты, вооружившись камерами и микрофонами, на сплошном пекле бегают, собирают информацию о том, как город отмечает свой юбилей. Бедняжки. И сейчас все внимание на экран, потому что что? Мы смотрим сюжеты, отчет, видеоотчет. Поздравляю с Днем города, на 230 лет нашему городу. И вот праздничный день, сегодня такие соревнования. Я хочу поблагодарить тоже руководство Федерации новое, поблагодарить наших хозяев. И дай Бог, чтобы мы всегда говорили, да, что шахматы — это гимнастика ума. И нам очень важно, чтобы вы растете умненькими,
правильными фишками, потому что завтрашний день отсети в ваших руках. Поэтому давайте ставьте маты, шахи и выигрывайте. Поэтому успехов вам, а победителю еще дополнительный приз будет. Город прекрасный, спокойный, тихий город, чистый, устроенный по русскому образцу, такой, длинные дороги, поддерживаемый город. Мне нравится. Чтобы был мир и спокойствие, чтобы люди были счастливы жить здесь, чтобы жили в своем родине, не были в эмиграции, как какие-то процессы идут в Европе. И чтобы все так гостеприимно, как я почувствовал. Это все для того, чтобы разгружать и как можно комфортнее делать, значит, поездки наших водителей. Это очень важный участок дороги. Он небольшой по протяженности, но я бы сказал стратегический. Мы видим, что наш город перенасыщен автомобилями, машинами. И нам крайне необходимо, если мы не будем развивать грамотно, научно, развивать сеть дорожную, у нас будут проблемы через 5-10 лет большие. Мы это понимаем прекрасно. Я думаю, что сегодня это огромное событие, что у нас в городе появляется такая аллея, где наше подрастающее поколение, можно сказать, вживую соприкоснется с персонажами нарских сказаний. Мы очень хотелось бы, чтобы наша молодежь всегда равнялась на самое доброе великое, что есть нашего многонационального народа. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Николая Ходова за очередной подарок, который он сделал всей республике Владикавказцам. Хочу поблагодарить администрацию города Владикавказа, Сергея Шамилевича Зайкиева. Очень важной для жителей нашего города, я думаю, так как соединяет северо-западную часть нашего города с центральной частью, тем самым разгрузятся наши дороги. Это шестиполосная, очень современная дорога, это начало большой дороги, которая свяжет весь город и будет опоясан вот такой вот дорогой шестиполосной.
она не только это продолжит. Сегодня вот мы на этой дороге, которая тоже символизирует, что это станет тоже любимым местом для горожан. Вообще, это гашение, которое филателисты ждут всегда с нетерпением. Ежегодно, это уже традиция, когда в день города специальной печатью производится гашение на почтовых карточках, на конвертах соответствующей тематики. И это прекрасный сувенир, который украшает любую коллекцию. Вот наши филателисты ждали и сегодняшнего дня, тем более, что сегодня дата 230 лет нашему городу, тем приятнее нам видеть на вот этих почтовых конвертах и карточках. Сообщили все, что у вас праздник города, у нас свой праздник, дорога свободна, можем ехать, двигаться. Скоро будем дома, скоро день рождения, нужно торопиться к столу. Весь состав водителей, все благодарны. Это не первый случай, было еще, приносили, раздавали. Так что спасибо вашему народу, большое, огромное спасибо. День города 230 лет, все ждали с нетерпением. С огромным нетерпением ждал весь город, в том числе и школа номер 44, потому что мы очень активно участвуем в этом праздновании. Только что закончился 4-й международный фестиваль детских хореографических коллективов «Танец дружбы», и где мы принимали хореографический детский ансамбль города-героя Севастополь. И я думаю, что вот под такой эйфорией, от такого невероятного удовольствия участвовать в этом фестивале, мы сейчас участвуем вне города. И я поздравляю всех жителей города Владикавказа с праздником. И мы снова в студии Осетия ТВ. И пока у нас есть возможность, Лена, если ты мне разрешишь, я от имени ведущих хотел бы поздравить наш город с таким юбилеем. Хотел бы пожелать и нашему городу развития, и нашим людям оставаться такими же добрыми, позитивными и жить в мире. Вот. Самое главное — жить в мире и быть добрым. Я присоединюсь к твоим пожеланиям. И сегодня поздравить горожан. К нам в студию пришла глава муниципального образования города Владикавказ Белла Икуева. Здравствуйте. Здравствуйте, Белла. Белла, расскажите нам, пожалуйста, что сегодня происходит в городе, какие площадки сегодня открыты? Сегодня вот истинный праздник. Во-первых, начнем с погоды. После таких ливней такой солнечный день.
Началось все с площади Воссоединения, где представители правительства, парламента, депутаты, руководство города, все побывали на этой площади. Конечно, сегодня звучали поздравления горожанам. Дальше, любой день рождения, оно, конечно, украшено всегда подарками. Так вот, горожанам преподносим подарок. Первое открытие произошло, это шестиполосной магистральной дороги, которая соединила буквально северо-западную часть нашего города с центром. Это великолепная дорога, которую мы сегодня по новым технологиям началась разработка этой дороги. Она продолжится, естественно, она окутает весь наш город паутиной и будет великолепно. Дальше, конечно же, историю астинского народа и Алан должны знать все. И у нас появилась аллея прогулочная такая, в такой очень великолепной зоне отдыха. Это персонажи нардского эпоса. Мы все, в общем-то, выросли на нардских сказаниях. И все должны знать, это персонажи не только, это всех народов Северного Кавказа. Но в Алании, то, что сегодня они появились, эти скульптуры, нашего великолепного скульптора Николая Ходова, вы знаете, они просто настолько величественны. Произошло сегодня это открытие. Это тоже подарок горожанам. Затем другая на набережной, где сегодня тоже открыли мы дорогу прогулочную для велосипедистов. И более 100 велосипедистов сегодня показали нам там кросс. То есть это тоже... Спасибо вам огромное. В свою очередь, Осетия ТВ тоже подготовила для горожан подарок. И уже нам его принесли. Это торт. Приятно подарки иметь, да. Вот, я думаю, сейчас первое, что мы попросим сделать, это вас отрезать первый кусочек. К нам сегодня пришли детки, КВНщики, которые нам показывали очень много красивых номеров. И мы угостим их тортиком. Ой, с удовольствием, с удовольствием. Ну а в свою очередь я хотел бы присоединиться ко всем поздравлениям, Надо, которые наверное, сегодня звучали. ой, какой красивый С вами торт, даже в жалко студии Осетия резать, ТВ да? была Елена Черенкова и Георгий Абаев. За хорошее настроение отвечали Давайте, группа детки, Wild Honey. Заходите, детишки. Так. Давай, подходите, кушайте. Иди сюда, не бойся. Подходите ближе, сейчас вам Тортик тортик юным достану. Владикавказцам. Давай вот так. Держи. Кому? Так, Парню. следующий. Выходи. Следующий. Иди сюда, малыш. Оба. Можешь Так, садиться сюда и молодец. кушай. Забирай. Давай, Батя, еще тарелку. садись. Держи. Владикавказ весь разрезали. Ну ничего. Давайте я на сервировку. Давай. Какой вкусный. Держи, сейчас вилочку дам. Так, держи, принцесса. Держи. Давай сюда. О, вилочку. Красавица. Так, вилочку. Давай вот сюда. Так. Фрукты. На здоровье. На здоровье. Давайте я его поверну. Давай. Все, передаю мужчине. Bientôt ni demain,
pas votre jour qui fera mon bonheur. Moi je vous trouve la main sur le cœur. Allons, disons, découvrez ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bientôt de ma réalité. Je veux l'amour, les joies, de la bonne humeur. C'est pas votre jour qui fera mon bonheur. Moi je vous trouve la main sur le cœur. Allons, disons, découvrez ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bientôt de ma réalité. Спасибо. Baby, take off your coats, real slow, and take off your shoes. I'll take off your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your head off. You can leave your head on. You can leave your head on. Go over there, turn on the lights. Hey, on the lights. Come over here, stand on that chair. Yeah, that's right. Raise your arms in the air. Now shake 'em. You give me reason to live. You give me reason to live. Sweet darling, you can leave your head on. You leave your head on. You can leave your head on. You can leave your head on. Suspicious minds I'm talking. That's right, the tears apart. They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is. There ain't no way you can leave your head on. You can leave your head on. Be reason to live. You can leave your head on. You can leave your head on, baby. Спасибо.